общения, между культурного общения и диалога. Главное, чтобы никто не матерился, главное, чтобы никто не переходил, как говорится, на личности. И мы всегда с радостью готовы принять любого человека, который хотел бы задать вопросы, или злободневные, незлободневные, которые всегда очень часто хотели нам задать. И сейчас как раз я смотрю, подключился наш модератор и дорогой мой брат Ибраим, Deutschland Brother, Бруда, мой немецкий брат Ибраим сейчас подключит наш YouTube канал. Я надеюсь, на YouTube канале и в Instagram мы проведем свой прямой эфир. Конечно же, вы можете задавать вопросы, если вы хотите поучаствовать в дискуссии. Вам, конечно же, это проще сделать через Instagram канал. Через VPN заходите в Instagram, отправляете запрос, видеокамера с плюсиком, нажимаете, отправляете, и face-to-face вы можете поговорить, задать вопросы, интересующиеся вас. Желательно, конечно же, я не против ответить на любые ваши вопросы, но есть определенные моменты, политические, так сказать. Исторические вопросы, конечно, я с радостью буду готов ответить на любые вопросы. Но вот политические я пытаюсь всяческим образом избежать, поскольку я не политик, я занимаюсь, и блог мой касается истории моего народа, культуры, традиций, географии. И если, конечно, вы можете, конечно, возразить, сказать, что все-таки вопросы, касающиеся границ, вопросы, касающиеся географии, что они немножко политические, или затрагивают область политики, тут, конечно же, где какие-то политические репрессии, вот эти вопросы. Блог, раз, прошу, чтобы ты их перенаправил ко мне сразу же, если предъявила как раз таки, предъявила как раз таки некоторые, это было ли в Инстаграме, я в основе своей я многих разблокировал, даже тех, кто когда-то был заблокирован, просто в надежде, что эти люди стали умнее, что эти люди стали разумнее, я их разблокировал, поскольку у меня нету ни ненависти, ни презрения никому, кто является жителем планеты Земля. Я просто хочу конструктивного диалога, нормального диалога, и пытаюсь, как говорится, всем
дать площадку, достойно пообщаться между собой и поговорить. Потому что здесь нету смысла лукавить, здесь нету смысла обходить какие-то острые углы. История есть история, непосредственно. Да, конечно же, есть стиль, есть методы, как каждый умеет рассказывать или публиковать свои исторические документы. Я, конечно же, многих людей не понимаю. Да, конечно, вне всякой сомнения заходят люди и начинают говорить, вот ты публикуешь, там, пытаешься оскорбить и так далее и тому подобное. Уважаемые подписчики или желатели, недоброжелатели, это исторический паблик. Здесь описываются различные исторические моменты из истории моего народа непосредственно. И непосредственно вещей, которые касаются нашей истории, наших традиций, культуры, географии, обычаев и так далее и тому подобное. И поэтому я немножко не понимаю людей, которые заходят и начинают, вот я зашел год тому назад, здесь была такая тема, сейчас здесь такая тема, или там и так далее и тому подобное. Или же, допустим, я вчера буквально мне прислали один ролик, и прислал мне его непосредственно сам ингуш. Я постараюсь его вам сейчас показать. Если я его еще отсюда не удалил. Так. Вот этот ролик. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нет. И я не вижу. А он есть. Так вот, этот ролик непосредственно вырезанный. Мне прислали мои друзья, подписчики из Ингушетии. Ну, они меня подкалывают, типа, вот вы говорите, что нету ингушей в Очхой-Мартановском районе, а на самом деле они есть. Вот в таком характере, типа, они меня подкололи. Ну, грубо говоря, как говорится, шутки, я понимаю это. Я выставил, само собой, это в WhatsApp. И один из наших братьев, опять же, из соседей, братьев ингушей пишет, вот ты, и так далее, на народ и так далее и тому подобное. Я объясняю, я ему поясняю, что это, во-первых, шутка. Во-вторых, мне скинули, и само собой, его скинули ингуши. Они подкалывают меня, то, что они якобы есть в Очхой-Мартановском районе, хотя я и говорю, что их нету. Я не говорил никогда, что нету. На нашей территории проживает огромное количество различных национальностей, и тейпов и так далее и тому подобное. Ну, даже несмотря на это, есть и тейп, есть и народ, который себя таковым считает. Ну, каждый человек реагирует по-своему. Опять же, публикация прислали мне, сейчас очень сильно активизировались некоторые сюли, которые начали продвигать вот это, лоббировать темы национальных сел. То есть они начали писать «Галгай хлясна дуктем нашью хан башлам». Галгай, я отвечу тебе. Послушай, друг мой, мы с тобой знакомы, кажется, ну, имеется в виду в Инстаграм площадке, очень много. Ну, давно, да? И я хочу тебе пояснить. И думаю, что ты и сам знаешь. До 17-го, грубо говоря, века идет история в основе своей об одном и том же народе. То есть нету ингушей. Есть чеченцы, записаны на всей территории, до деления. И когда я это публикую, затрагиваются определенные тейпы, которые живут в тот период крайней границы Чечни на западной стороне. И когда их ты публикуешь, это не публикация для того, чтобы задеть ингушей или задеть кого-либо. Просто констатация фактов, что мы были когда-то одним народом до разделения, потом разделились, и эти исторические моменты, они затрагивают друг друга. Но здесь никогда ты не найдешь у меня ни одного
Ни одного документа. Я всегда говорил, люди, которые начинают говорить, вот ты оскорбляешь того или нет. У меня идет война точно так же, и с Юлей идет, и с Гумки идет, и со всеми идет. То есть тот, кто покушается непосредственно на нашу историю и на наших национальных героев. Есть вдруг, есть им ответка. А есть определенные исторические вопросы, которые мы рассматриваем. Касается то это Орстхуай или Мелхи или Эхкей, которые вы, я имею в виду, не обязательно тебя, бьют некоторые точечно, некоторые чекиндезы и нарнийцы, которые пытаются расшатать внутреннюю ситуацию, стравить одних на других или сказать, что одни чистокровные, другие полукровки. Вот эти темы вы затрагиваете. Вы имеете в виду нарнийцы непосредственно. Например, смотри, есть вот такая вот книга. Вот эта книга. Называется она «Чечня и чеченцы». Само собой, эта книга написана «Материалы по истории и культуре народов Северного Кавказа», том 1, «Чечня и чеченцы», материалы 19 века. Та самая книга, о которой мы говорим. Это Адольф Берже, который пишет непосредственно, ссылается и в основе своей, как таковой, большинство документов, и самые дополненные, самые правдоподобными считаются непосредственно на этой книге. Так вот, на этой книге каждая вторая статья, каждое второе перечисление обществ, и ингушский, и чеченский, он называет, что это чеченцы. Он называет реки, описание рек, где какие границы находятся. И здесь идут все. Я это публикую. Ты вот заходишь, такие как ты, и начинают говорить, вот вы посягаете на нашу историю. Я не могу посягать никак на вашу историю. У вас нету отдельной истории, у нас нету отдельной истории как таковой до 19 века. Там идет все общее. Вот эти сказки ваши, выпендрежество некоторых людей, которые пытаются вырвать из контекста, вот мы только непосредственно кистинцы, мы дзурдзуки и так далее и тому подобное, амазонки и так далее и так далее. Но это чушь и ерунда, это профанация, это ложь. Это компиляция. Называйте его как хотите. И тут суть вы можете вырезать. Вы делать можете хоть 1000 роликов. Документы, написанные грузинскими учеными, никак не изменить. Ни я не могу их изменить, и тем более ни ваш академик, шейх Руслан Бузуртанов со всей своей академией Бузуртанова и всех ему подобных троллей, ботов, и кто там его считает великим, или его, или Абадиева, без разницы, или Кадзоева, кого угодно. Вы можете делать все, что угодно. Вы можете перебирать, вы можете перепечатывать, переделывать. Невозможно изменить, потому что грузины никто никогда менять не ради ингушей, тем более не ради чеченцев менять историю не будет. Вы понимаете это? Документы и книги уже написаны. И сегодня, приводя какую-то информацию, опровергая одного, преподнеся другого, один у вас кафир, ну или у вас, или у любого другого, другой у вас мусульманский ученый, потом, оказывается, мусульмане пришел ислам не через Чечню, пришел ислам через Грузию. Вот все эти, где вы или тебе подобные начинают затрагивать какие-либо вопросы, мне приходится отвечать. Почему? Я поясню тебе. До 2018 года, никто на это не обращал внимания. Никому это не было. Даже, я так думаю, узкая специализация, определенные люди занимались этим. Да, единицы этим занимались. Но никто не думал и вообще не задумывался над тем, что может произойти вот эта тягомотина, которая произошла в 18 году. Потом начали копать. Потом, чем больше начали копать, тем больше начало проясняться. То есть все, что было с 70-х годов, 80-х, 90-х, 2000 нулевых и до 18 года вылезло столько грязного белья, которые были напечатаны книги, когда шла война, как передел границы, как отправляли письма, начиная со времен Хрущева и так далее и тому подобное. Ваши съезды первые, вторые, третьи съезды 89 года, 90 года, эти съезды, потом 2018 года, потом то же самое вопросы поднялись по границам с Дагестаном.
Там тоже это преподнесло, как они арендовали земли чаберлоевские, а потом хотели их прихватизировать, потом это все прояснилось. Потом Кизлярский кусок земли, который якобы Джахар Дудаев подарил Дагестану, этот кусочек, который вписывался в Кизляр и непосредственно пересекал федеральную трассу, как ваши там дагестанские чиновники или какие-то сотрудники каких-то служб построили на чеченской земле без разрешения рестораны и так далее и тому подобное. Это все стало проясняться после того, как произошло изменение. Начали стабилизация пошла, я имею в виду непосредственно восстановление республики, когда уже с центра, имеется в виду с Грозного, начали уходить на окраин. Все это стало проясняться. Все это выплыло наружу. И все это непосредственно, оказывается, это лежало в интернете. И некоторые люди с 2007 года начали находить такие переписки, которым стыдно даже читать. Где переделываете карты и так далее и тому подобное. Потом я зашел в сегмент, где осетины разоблачали карты. Что я там увидел? Все вот эти карты, которые показывал ныне покойный Нурдин Кадзоев, которых показывал Муса Зурабов и так далее и тому подобное. Эти карты давно осетинами опровергнуты. И мало того, что опровергнуты, они говорят, что они находятся в осетинских архивах. Да. И они говорят, что они непосредственно никогда не относились, вот эти куски земли, которые вы берете и указываете, что это якобы в 1862 году, что это была карта, это Филькину грамоту, которую вам подсунул Красный Горшок. Это и карта, которую он просил вас, умолял делать акцент на Чечане и на Кистинце, Вахушти Багратионе, якобы это его оригинальная карта, что нужно вот показать, вы видите в разном месте, вот Глигва и так далее. Все вот это вас лишний раз только подставило. Вас, я имею в виду людей, которые клюнули, когда клюнули на это. Вот. И общественность, простые люди. Я, допустим, все время, всю жизнь занимался НКО, политтехнология, общественные организации. Вот такой деятельностью занимался. Немножко и политикой было дело. Но определенное время это мое дневное, моя работа, это моя личная жизнь. И мое хобби, и мое первое высшее образование историческое мне понадобилось. Я не думал, что это мне когда-нибудь понадобится. Само собой, я начал копать, я начал брать книги, я начал читать, я начал изучать, и все вылезло наружу. Я увидел дружественные регионы, я увидел, кто какие проводил мероприятия, я увидел, кто об этом молчал. Я увидел часть своего народа, который, алейкум ассалам, который проживает на территории Чечни, который проживает за пределами ее. Я максимально сделал и делаю все, чтобы объединить мой народ в единое целое. И знать, и даю людям знать, кто есть кто, и что нам нужно для дальнейшего развития, для дальнейшего толчка, как экономического, политического, называть социального, экономического, без разницы. Что мы должны сделать с точки зрения истории, чтобы не попасться на те же грабли, чтобы не проливалась больше наша кровь, чтобы мы не говорили, что через 50 или 100 лет опять началась война, или опять нас готовили к депортации, или опять мы оказались врагами народа, и так далее и тому подобное. И благо я, конечно, могу и не вести, я могу вести это все на родном языке, говорить только для своей аудитории, но есть маленькое но. Я прекрасно владею алейкум ассалам. Для, в первую очередь, все это для меня является непосредственно болезненная тема, поскольку, еще раз повторюсь, никогда ничего общего, ни плохого, ни хорошего, ни к одному народу у меня нету. Как если вы начинаете говорить о народе в целом. Нету. Но есть определенные элементы, которые занимаются этими, и игнорировать, которые оставить это в игноре невозможно. С 2000-х годов, пока в Чечне шла война, активно печатались, публиковались книги, оскорбляющие честь нашего народа, оскорбляющие
переделывание территориальной, административной границы и так далее и тому подобное. И при первой же возможности, как прольется хоть одна капля крови непосредственно нашего народа, или начинается в Чечне какая-то суета, сразу же даже те земли, которые непосредственно были выданы в аренду, чтобы пасти скот, потихоньку начинается отторгаться, и потом начинается кипиш: во, у нас чеченцы опять забирают землю. Так чеченцы ни у кого никогда ничего не забирают. Раз. Во-вторых, что касается чеченцев, у чеченцев огромное количество, я еще раз повторюсь, ни у аварцев, ни ингушей нету такого количества жилых, боевых, полубоевых башен, сколько есть у чеченцев в горах. Другой вопрос, сколько из них целых и сколько из них разрушенных и так далее и тому подобное. Сколько из них пострадали. Я когда рассказывал, что во времена имама Шамиля уничтожались башенные комплексы, многие мне смеялись и говорили: да где, да что, такого не было. Красный горшок клялся, божился где-то на конференции в Ингушетии и говорил, что в горной части Чечни не было войны, и неправда, что башенных комплексов в Чечне много и что их уничтожали. Но у нас целое видео, где с торчащими ракетами, гильзами от ракет, вертолетных ракет, разрушенные башенные комплексы в горах нашей Родины. И кому верить? Красному горшку, который тайно проезжает через нашу республику, спрятавшись под свой горшок, чтобы не видели, а потом вытаскивая сабля и махая там, говоря: они на самом деле такие. Или указывая, что акинцы, якобы наши ауховцы, проживают с 19 века, и то они даже не чеченцы, а оказывается они ингуши. Но никогда красный горшок не говорит, так каким образом еще 16 века их указывают. Это маломальски, даже если оставить. Поэтому приходится отвечать и красным горшкам, приходится отвечать и остальным. Отбита это фитна, это нет, это не фитна. Когда оставляешь, появляется целое поколение людей, которые сегодня мне задают такие вопросы смешные. Ты показываешь башню, они говорят: это наше. Галгая для тебя часть народа, но Галгая это часть единого нашего народа. Для меня это так. Кому-то может нравиться. Сегодня это две республики. Для меня это когда-то был одним единым народом. Вот. Исторически это было так. Ажан сообщение, моя гайта, со эфире авар, айдесер моя гайт. Вот. И приходится отвечать. А когда вы не отвечаете, собираются вопросы, собирается негатив у людей. И когда ты потом в реальности публикуешь или свои документы, или что-либо, они начинают говорить: блин, вы у нас все воруете, вы у нас все берете, это все было наше, и так далее и тому подобное. Стыдно мне за своих когда-то, которые некогда. Так, Хайрут пишет: когда-то много чего было. Согласен с тобой. И поэтому, поскольку сегодня каждый живет у себя дома, я думаю, не стоит, когда ты уходишь из отчего дома, пытаться забрать и дом, и огород, и все остальное. Ушел, живи у себя, но не пытайся забрать то, что принадлежит не тебе. Это ответ Хайруду, если ты таким образом мне задаешь вопрос: когда-то что-то было. Я могу привести много, констатировать фактов. Понимаешь? Но сейчас давай оставим: когда-то были шведы. Как ты сейчас мне рассказываешь историю, что ли? Когда-то Америка была колония, и что? И сегодня весь мир чуть ли не колония Соединенных Штатов Америки. Или тебе напомнить, что сказал вчера президент Соединенных Штатов Америки Байден, который сказал: я каждый день управляю миром. Корона не жмет на голове? Я прекрасно знаю, что кому принадлежало. И знаю, кто разделил, и каким образом разделил, и на каком самолюбии сыграл. Поэтому мне не нужно.
Вот такие разговоры, которые ведешь ты сейчас непосредственно, могут привести как раз-таки к тому, привести могут завтра к тому, что каждый тейп начнет говорить, что он народ. Кому это выгодно, мы знаем. Разделяй и властвуй. Уничтожение, порабощение, сделать рабами, уничтожить все институты семейства и так далее и тому подобности. Все семейные ценности. Вот для чего это делается. Когда-то были. Я не утверждаю сейчас, что они есть. Не утверждаю. Если есть конкретика, задавайте вопросы. Я вам отвечу на любые ваши вопросы. Поэтому, конечно же, вот вы у нас воруете. Стыдно, я вот на этом остался. Стыдно, конечно. Мне очень стыдно, когда сегодня мне присылают очень много документов, всяких продукций рекламных, на которых просто лишний раз ленятся наши представители нашего народа, рекламных агентств различных, министерств, возможно, даже. И печатают, рисуют башлам. Я башлам. Я не знаю, сейчас ты про кого говоришь. Помил штейпану царас, арас, эльдон, что тейп дуя дать. Стыдно и немножко неправильно лениться, зайти, увидеть свои башни сфотографированные. Они есть, они прекрасные, они намного древнее, они стройнее, другая по-другому построена. Понимаете? Из-за поэтому, конечно же, непосредственно публикуют и начинается вот это. Вот вы украли на свои книги, напечатали, но об этом я сейчас отвечу. Подождите, сейчас один человек здесь очень просит ответить. Галгай дель поцо квалин халкду элла тюшел дан ищуй хан сухок ах шишо халх язденир. Шишо халх асу язденир. Насчет того, что проект Дель Поццо, ну ты возьми Дель Поццо документы, прочитай и посмотри, что сделал Дель Поццо или не сделал. Это раз. То, что я сказал, это мое личное мнение. Мое личное мнение, что Дель Поццо и все тому подобные, будь то другие генералы российские, разделили общий один народ. Кому-то заплатили, кого-то заставили, кто-то перешел, кто-то не перешел. Возможно, это бы разделение, аннексия пошла бы дальше, но оно остановило все на уарстхоевцах. Уарстхои стали последним рубежом, когда начали по куску отбирать. Что касается остальных моментов, ну, я думаю, история пока. Сегодня мы два разных субъекта федерации. Сегодня мы ментально разные. Характер, возможно, тоже разный. Повидали, каждый по-разному прошел через различные моменты. Да, ближе к нам границы, они больше тяготеют к нам. Ближе к Осетии, возможно, тяготеют ближе к осетинам. Ближе к грузинам тяготеют к грузинам. Ближе к кабардинцам, возможно, тяготеет кабардинцам. Тут ничего такого нету. Галгай мастахай бушун, я вежари бушун. Очень наивный и глупый вопрос. Галгай вежари бол дукханю. Вот. В чем проблема? Шбац мацэлла. Хам элла швежари бац. Я что-то от чеченцев никогда таких слов не слышал. Характер разный, ментальность разная. Поэтому каждому свое. Традиции, культура, язык. В основе своей религия даже одна и та же. Но характер, понимание немножко разный. Да, вне всякого сомнения, когда я общаюсь с некоторыми людьми, мне представители нашего народа начинают говорить: «Эла, церем, штацию устоишь, старый, сохранится, динау, туда-сюда». Есть такие разговоры.
Но я хочу сказать вам одну вещь. Дело в том, что формирование и самого народа, есть различные стадии формирования народа. Есть первостепенные, есть уже оконченный, сформировавшийся народ. Когда народ состоит из 5-6 тейпов, грубо говоря, если бы, допустим, чеченцы состояли бы из 6 тейпов, сохранили ли бы они традицию? Да, конечно, сохранили. Намного сильнее имеется в виду вот те старые традиции. Если бы они были бы более замкнутыми и так далее и тому подобное. Это возможно было. Никаких проблем нет. Тому пример наши новчи-кистинцы, которые проживают в Панкийском ущелье. Они не стали грузинами, они не стали ни ингушами, ни дагестанцами. Они остались теми новчи, которые были. Причем со своим языком, со своим диалектом и с нашими древними традициями. Так получилось, что весь окружающий мир не сильно повлиял на внутренние традиции, устои и язык этого народа. А те же бацбийцы, которые утеряли многие вещи и остались, для взрослого поколения остались определенные какие-то там даже слова, которые мы понимаем, и язык, остальные 70% огрузинились, 20-30% более старшее поколение бацбийцев остались, как говорится, еще знают, что они близкие родственники чеченцам и ингушам. То есть они в войнах, так сказать, да, в советский период, если так. Тушины вроде бы тоже Хевсуры. Но вот сейчас я последние документы, которые я опубликовал, вы видели все их. Ученые еще в 19 веке говорят, что хевсуры свободно говорили на кистинском языке. И тут ничего такого нет. То есть они говорили на нашем языке. Büyük хил хабашлам дал везим. Цахаттардар хюга милву мазлак ушаев вайн тях вичфо вайн арнич мазлака. Про Мазлака Улшаева я рассказывал, это сотрудник НКВД. Углубляться сильно я не буду, это антигерой в понимании. Хотя некоторые сейчас начали говорить иначе, но по той информации, которая у нас есть, очень жестокий, кровожадный человек, который, я так понимаю, психически неуравновешенный был. Поэтому тяхвят и шумадац это такой же он тяхбяч был, те нордийцы, которые тебе его напоминают, ты можешь в десятки раз больше с любой стороны наших соседей, я могу тебе назвать антигероев этих людей, которые ходили с вот такими большими орденами, такими же, как и он. Он сотрудник НКВД, бывший, наводящий ужас на многих, начиная со Средней Азии и заканчивая Кавказом. Поэтому остальное, я думаю, что вы можете найти. Я не люблю говорить о таких людях, честно сказать. Для меня эти люди не стоят того, чтобы о них упоминать даже в истории. Черная метка, которая есть у каждого народа, и каждый из них может рассказать. И среди каждого народа были такие люди, короче. Я не знаю, возможно, для кого-то он герой, но то, что у меня ассоциация с этим человеком, у меня она именно такая, которая, как я вам говорю, ни больше, ни меньше. Так что вот так как-то. Поэтому кто хочет, тот, конечно, находит. А норнийцам, которые тебе это говорят, любой стороны, я еще раз повторюсь, будь то Сюли, будь то Вала, будь то Гюржи, Омки, Газгомки, любой нацию назови, я тебе скажу, что какие антигерои были у них. Проблема в том, что я не пытаюсь лезть в чужую историю, и мне она не интересна. Честно сказать, не интересна. Wallah, меня интересует только наша история.
вот, хорошие взаимоотношения, хорошая история. И поэтому вот буквально недавно наш брат Айса со мной связался, и у нас появилась информация, о которой мы говорили про лезгинов. Альхамдулилlah, мы узнали, как называют лезгины нас. Эта информация, если Айса появится сейчас в эфире, я попрошу его еще раз переслать мне эту аудиозапись. Я ее скинул, но она находится в данный момент на том телефоне, который мы сейчас проводим эфир. Если Айса появится, московский, он как скинет, мы послушаем. Мы узнаем, как называли нас лезгины. Причем у лезгинов такая же ситуация, как и у нас. Лезгины говорят, что непосредственно у них есть диалекты, несколько диалектов, как у настоящего автохтонного народа. Когда народ является полноценным, у него бывает несколько диалектов, как мы знаем. Так вот, у них есть несколько диалектов, говоров, наречий, и одни из них, как они называют ногчи, вы услышите из аудиозаписи. Допустим, ахтынцы называют по-своему, удины называют по-своему, то есть ногчи народ. Точно так же я нашел среди документов, что сюли, более старые, древние, то есть в 19 веке, до того, как русские непосредственно закончилась Кавказская война, начали называть чеченцы, нас называли буртино. А после уже современные некоторые сюли, которые ближе уже к сегодняшнему 20 веке, 21 веке, ввели в обиход усюли чечанал, как они называют. Это тоже оказалось правдой, поэтому я сперва хотел опровергнуть, но дело в том, что в языке произошла трансформация. Несмотря на то, что не только наша, для нас сюли как были, так и остались сюли. И были тогда сюли, и сейчас сюли. Были тогда галлы, и сейчас галлы для нас сейчас. Но по сути своей мы, конечно же, эти моменты фиксируем и обязательно публикуем и будем публиковать. Так, сейчас наши... Так, Галгай Кеста кино Ариолшю Асмасана Хиехардо Цюнга Хаж. Галгай Кест кино. Вот, Галгай, я не понял, ты меня призываешь, чтобы я рассказал тебе или посмотрел этот фильм, или что? Я не могу понять никак. Поясни, или ты другим рекламируешь это. Ассаламу алейкум, ижри, ва алейкум ассалам. Расскажи про Халухаева НКВДшника. Я не хочу рассказывать про Халухаева НКВДшника. Это герой или антигерой нашего соседнего уже региона. Это не часть нашего народа. Это нас не касается. Вот как раз такие антигерои, когда, если я сейчас начну рассказывать, сразу же пойдет та же самая мова. Скажет, если у них есть свои, почему он про своих не рассказывает, а про наших рассказывает. Вот так и начинается все. Разжигание и так далее и тому подобное. Многие не понимают экскурс истории, и поэтому я не хочу рассказывать ни про Халухаева, НКВДшника или там кого-либо другого. Это личное дело этих людей, пускай они сами рассказывают про своих героев. Это меня не касается непосредственно. Если он непосредственно будет затронут, как говорится, затронут нашу историю этим человеком, я уже тогда опровержение сделаю и опубликую. Галгайн диалект шия церен цамуат бу галгай халк сандук ан халк кальбелхларна. Нет, это абсолютно не так. Это ерунда, конечно. Извини меня, конечно. Ты ошибся. Почему? Потому что непосредственно с точки зрения науки говорится, если у народа несколько диалектов, наречий и говоров, этот народ сформировался, и он считается очень древним.
А если один диалект, это народ еще на пути только формирования, или народ, или субэтнос, или этнос, называй его как хочешь. Ну, хотя это твое мнение, пожалуйста. Я тебе еще раз говорю, чтобы ты понимал. У нас нету такого понимания. Нету такого мат. У нас есть диалект галанчожский, и к этому галанчожскому диалекту относится, как вы называете его, языком. А туда относятся и акинцы, туда относятся и арслоевцы, туда относятся. Поэтому для нас это не язык, это часть только и нашего языка. Для вас, возможно, этот язык. Если вы говорите, что один диалект это показывает древность вашу, ну, это ваше личное мнение. Что говорят об этом ученые, посмотрите. И опять же, я очень сильно сомневаюсь, что у вас только один, потому что ученые еще 19 века четко указывают, на каком диалекте говорили плоскостные и на каком диалекте говорили джайраховцы. Об этом еще в 19 веке указывают многие ученые. Джайраховский диалект или говор, он очень сильно отличался. Наречие, как угодно. Но так говорят ученые, опять же, ты можешь верить, ты можешь не верить. Посмотрите 19 века, как лингвисты описывают это все. А остальное, ну, 99% совпадения с обычным нашийским языком и ничего такого. Это говорит, опять же, о некогда единстве нашего народа, и не больше, не меньше. И тут нету ничего плохого. Это не обозначает, там, когда ты пытаешься удревнить себя и сказать, вот мы древнее, это, конечно же, чушь собачья. Это чушь собачья. Почему я могу тебе пояснить? Это не оскорбление и унижение. И если бы у нас этого не было, допустим, это одно дело. А у нас оно есть. Это если я попытаюсь сегодня сказать, например, что карачаевцы, балкарцы, примерно, да, тюркоязычные считаются. Сегодня, когда ко мне, у меня однокурсник был карачаевец, и когда я с ним говорил, то есть они используют очень сильно тюркский язык, да, то есть это уже стал частью единого. Но когда я начал говорить с аланистом, ныне покойный он, Далгештуацун, когда я задавал вопросы, являются ли балкарцы и карачаевцы, являются ли они пришлые, как остальные тюркские народы, ну, в данной ситуации я мог себе позволить задать ему этот вопрос, на что он ответил четко и сказал, что именно карачаевцы и балкарцы, имеющие, по сути, хоть и чуть-чуть отличающиеся друг от друга в языке, являются автохтонным народом на Кавказе. Но родной язык они утеряли. То есть тот язык, который был им присущ всю жизнь, они утеряли не благодаря, а из-за нашествия Тамерлана и нашествия Крымской Орды. Вот из-за этого они утеряли свой родной язык. Их язык утерян, но они являются частью Аланского царства. На сегодняшний день Аланское, являясь, допустим, аланами, язык аланский утерян. И сегодня каждый пытается притянуть себе, вот якобы мы аланы, на нашем языке, и то ли они на ираноязычном там говорили и так далее, там, на самом деле нет. Никто, кроме там найдено нескольких надписей, которые якобы утверждают каждый по-своему, никто не может сказать однозначно, что аланский язык это был, или это древний там фарси или ираноязычный, и тем более нахаязычный, или там или тюркоязычный. Не были ни аланы, не были ни тюрками, и тем более не говорили на тюркском языке. Так вот, к чему я это все говорю? К тому, что ты можешь утверждать сколько угодно и говорить все, что угодно. Вы задаете темп, понимаете, вы заходите, задаете вопросы, и когда я отвечаю, люди, которые заходят со стороны, слева, справа, начинают думать, ты вечно обсуждаешь. Речь не об этом. Какая тематика идет, кто задает вопросы, так и отвечаю. Этот профессор мне четко указал и дал направление, причем пояснил и показал, и указал документы, и сказал, что карачаевцы, балкарцы являются автохтонами Кавказа. Это не пришлый народ. То было нашествие, что они подверглись небольшой ассимиляции, как и все остальные, это да. И под этим усилением они утеряли свой родной язык. И тут ничего такого нету.
Это же усиление непосредственно было и над кабардинцами. Если вы думаете, нет, влияние. Все народы, которые жили на плоскостной территории, они подверглись влиянию того или иной орды или тех или иных, как говорится, нашествий. Но это сегодня очень сложно признать. И вот мне на днях прислали одного историка, русский историк, он там рассказывает о древности Кавказа, и я вот, слушая его, пытался найти, где же он, упоминает ли он вообще вот эти пафосных, вот крутых парней, которые на Кавказе вот так пальцы веером. И вы знаете, по сути своей, не нохчи, тем более не ингушей, тем более не карачаевцев, не балкарцев, даже не по сути своей, как таковой, не черкесов, ну, кроме определенных периодов, там, вот это Мария Темрюковна, вот эти моменты, которые важны исторически, ну, вообще не затронул. То есть этих людей как будто на Кавказе не было. Он прошелся через Грузию, он прошелся через Армению. То есть я посмотрел. Если такие исторические, такие историки рассказывают такие вещи, что уже говорить об остальных? Фактически как будто не был. Башлам, ассаламу алейкум. Вопрос. Ты видел ролик Абу Бакара Муцольгова? Вопрос. Видел ролик? Нет, не видел. Не видел. Чего не видел, того не видел. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Не видел, друзья. Я последнее время... Я занимаюсь очень важным одним материалом. Параллельно в выходные дни у меня не всегда выходило. Получалось выходить в эфир. Публикации участились, как вы знаете. У нас понедельник, вторник, то есть рабочая неделя. Я максимально пытаюсь вам выкладывать. И, альхамдулилlah, хорошая новость. Нас стало больше 50 тысяч. Мы прошли вот этот бан, так сказать, нарнийский, которые вечно плачут, жалуются. Нас уже больше 50 тысяч, и в Ютубе у нас тоже, как говорится, прибавление. Да, очень мощные вопросы задаются в Ютубе. Конечно же, не без нарнийских вот этих плакс, которые вечно плачут, пытаются изменить имя и так далее, которые очень любят различные, я так понимаю, нетрадиционной сексуальной ориентации, вещи обсуждать там. Я, правда, не понимаю, зачем их обсуждать на историческом блоге. Ну, видать, у этих людей жизнь связана с ЛГБТ. Только я не понимаю, опять же, есть специализированные клубы, каналы, может, им стоило бы вот со своей лексикой, со своими нравами, нетрадиционной ориентацией пойти туда и совсем, как говорится, остаться там, а не писать в историческом блоге. Башлам, какой самый древний диалект среди чеченцев? Самый древний диалект среди чеченцев кистинский. Потом идет шаройский, чаберлоевский, потом идет акинский, ауховский, правильно будет, ауховский диалект, галанчожский и вот так дальше. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, башлам, ланой, шатайп, дувай, дела цунахлати, ала, тейп нашаляться. Насчет тейпов, у меня был большой эфир, и мы очень сильно на телеграм-канале мы сели в 10 часов и закончили в 5 утра. Дискуссия у нас была очень жаркая дискуссия о чистокровности, нечистокровности, что же правильно, стубинвош или устбинвош и так далее и тому подобное. Ланой, тейп или другие тейпы. Я хочу, чтобы вы знали, уважаемые мои братья, тейп. А что с нашвоевской прародиной чеченцев? Нету нашвоевского диалекта. Ты какие-то сказки рассказываешь. Дастич, фантастич, братуха. Прародина ногчи народа — это в кавычках для такого человека, как ты. Прародина чеченского народа — это ногчичу. И галанчош, чтоб ты знал. Галанчош и Тонхал, Шар — это все прародина наша.
то есть откуда дзурдзуки вообще произошли, это и есть прародина. А Ношха это всего лишь небольшая область. Почему называется Ношха? Нана, Ношха, и потому что считается, что во время нашествия Тамерлана там укрылось большинство народа, которые остались. Так что ты ошибся. Какое твое дело? Так. Башвам, ассаламу алейкум, алейкум. Сможем ли мы когда-то вернуть Сунжинский и Малгобекский район? Алейкум салам. Хороший вопрос. Все возможно в этой жизни. Прародина чеченцев Урарту. Нет, неправильно. Прародина Чечени Урарту. Сейчас так говорить, конечно, можно дойти. Мы не знаем, когда были джахилями, на что, где, что, к чему, поэтому. Сейчас такими вопросами от Урарту до реки там, Дон и тогда Кума. Сейчас эти разговоры мы не будем вести. Что касается Малгобекского и Сунжинского района, все возможно, только в рамках закона. Так отвечу, по-хитрому, как был задан вопрос. Есть закон, есть законы, которых нужно выполнять. По закону возможно ли это? Это, конечно, возможно. Но в данной ситуации, в данное время, я знаю, мне вчера приходили сотни сообщений, вот эти фотографии, где встретился глава Республики Ингушетии с Мехкада Чеченской Республики, где они переговорили, там якобы речь шла за закрытыми дверями о том, что возвращается, там пытаются вернуть чеченцы Сунжинский и часть Малгобекского района. Поэтому по шариату эти ваши земли, просто да или нет? Да. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, что да. И не только эти. Поэтому я уверен в этом. И я в судный день перед Всевышним Аллахом полностью встану и скажу это, что это так и есть. Когда, кто, при каких условиях переселился, заселился, при чьей помощи, все знаем. Поэтому по шариату, или как ты написал, по шариату это ваши земли, да или нет? Да. Да. Когда-то были. Но после решения братского ассаламу алейкум, отныне мы так живем, сказали, что, как говорится, вы и мы одни люди. Но мы так сложилось, что некоторые общества решились распилить народ. Ну, он спросил мое мнение, я говорю, да. Что я должен был сказать? Нет, что ли? Наверное, сегодня Рамзан про эту тему ездил к Кариматову, чтобы обговорить вопрос по возврату этих тухаем. Говорит, 77. Я не знаю. Я не вхож, как говорится. Я не знаю, о чем говорил глава Чеченской Республики. Я не знаю, о чем они говорили с Кариматовым. Поэтому я думаю, в принципе, все станет ясно. Мне нравится твой ответ. Аллах, как я могу отвечать, чувак? Понимаешь, сотейпан эхшбатову. Если даже я являюсь ингушом, то как я могу сказать, что по шариату это не мои земли? Это мои земли, чувак. Если я эхшбату ингуш, то это мои земли. А скольких вы еще называете ингушами? Значит, это наши земли. Как они могут быть не нашими? Нету ваши, наши, даши, паши. Все общее, чувак. Все общее. Нравится тебе или нет? Я поклялся тебе, что это наше. Что тебе еще нужно? Потому что для тебя это может быть раздельное, а для меня нет. Я считаю нас одним народом, значит, что мое, то твое, что твое, то мое. Ты считаешь нас отдельным народом, и все. А если ты про другой шариат говоришь, ну ты видишь, я же тоже могу уворачиваться, как ты. Петел. Это никаких проблем не составляет. Позвали вас на шариат. Позвали. Ждали вас полдня.
Ждали, записали видео, малыш, все в лесу, на данном месте, на данной земле. Чья это земля, чья это граница. Ждали вас, ждали. Муфтия, представители Тайпов, Мержуай, Цечуай, Галай, все там были. Вы приехали, не приехали. Что ты от меня хочешь, чувак? О каком шариате ты говоришь? Ахудизму, не. Один и тот же народ, который когда-то разделился насчет по шариату. По шариату тебе там ничего не принадлежит. По шариату, если на то пошло, это принадлежит Уарстхуа. Уарстхуа это половина Нокчи, половина в Ингушетии, которые живут. Но мы, в отличие от тебя, никогда не называли Уарстхуа кочевниками и пришлым народом. Ни один из наших ученый такого не говорил. Никогда. Ни одного Уарстхуа не называли ни пришлым, ни кочевым племенем. Хочешь, я докажу и покажу, что ваши говорили это? И все. Ваши, наши. Конечно, ваши, наши нету, блин. Ты определись, или ты один народ, или нет. Выжили буя бац ала баха. Бубах асфальт. Вайца бубах асфальт. Проходит полчаса, ты мне заявляешь, это за ваша земля, ты можешь поклясться, или ты можешь ответить да или нет. Да. Подожди, чувак, КГ Гунядин, ты там у тебя эти лампотрассы. Слушай, давай ты мне сейчас не будешь свое гонево здесь гнать, хорошо? Шариат может и в лесу, и в горах, и везде. Везде может быть. По-твоему, шариат это когда в городе или в мечети это шариат? Шариатское решение, где сказано, что его нужно принимать именно в определенных местах? Определенное время, такое-такое-то. Приходите, будет решение. Из-за того, что вы захотели. Пришли туда. Пришли, не пришли. Документы, основания, карта, все были. Не вмешивай, нету. Уарстхуа это часть Нокчи народа. У нас нету отдельно Уарстхуа, Мелахи, Экшбатуа, Цуантура, нету. Мы один народ. Были, и будем, и останемся. И это неотъемлемая часть нашего народа. Не вмешивай, Бог, что камеш, тхуек мади, одяш лакье чергди. Кому нужно это говорить? Тем более, хайце, фамилии язуаш, хайник создатель, хайцолок, унахельча, ховек гмилухаш, да, язеди, хамел. Разные буквы, поставить пустую аватарку, притворяться уарство и так далее. Не надо вот эти нарнийские шарпуды проводить. Шадид, есть противники родства Нохчи с Урарту, но как тебе объяснить совпадение слов, целых фраз, тысячи км от Урарту? Шадид, давайте ответим на вопрос. Все, мы поняли тебя, ты все хорошо сказал. Мне абсолютно наплевать, любой человек может задать вопросы. У нас закончился час трафика. Я перезагружу, заходите снова, и мы продолжим.
рассказывал. Ну, он рассказывал о вот этом вот устройстве, да, руководящих постов, как распределялись в Дагестане в то время. То есть на первое место выбирался руководитель из самого большого народа в Дагестане. И говорит, что они тогда сделали, говорят, ну, видно, местные или не местные, они взяли, чтобы лезгинов не допустить до руководства, до руководящей, то есть они взяли и поделили этот целый лезгинский народ на несколько народов. И тем самым Аварец якобы стал, или Даргинец, я не помню уже, кто-то другой, в общем, стал. Какая-то схема, она уже как-то, видно, работала еще с тех времен. Может, они повторяются, вот эти вот последователи этих большевистских, коммунистических, вот этих, я не знаю, нормативов. Я говорю, да, возможно, опять же, мы утверждать не будем, это, как говорится... Да, я говорю, это у них было, то есть этот механизм они применили, его сейчас то, что пытаются нас разделить там на одних, других, третьих, десятых. У нас, допустим, у нас было немножко иначе, допустим, все высокие посты в основе своей на 90%, которые были в ЧССР, принадлежали ингушам, хотя это национально не большинство, но все руководящие шоколадные места были за ними. И буквально сегодня такая же информация мне поступила, когда прислали мне одну запись. Есть до сих пор определенные контингенты или школы, или как назвать, я их не знаю, заведений, учебных заведений, где, допустим, воспитывают кадровый резерв управленцев. Так вот, в кадровом резерве 90% из них были ингуши. А из этих, допустим, если на 90 человек, грубо говоря, выходило 5 или 6 чеченцев только. То есть это говорит не о том, что якобы там, но вот такая вот методика, я думаю, она специально настроена для того, чтобы в дальнейшем люди задавались вопросом, почему, допустим, большинство из этого народа не руководит, допустим, а меньшинство выставляется. Или наоборот, допустим, лезгинов нисколько не меньше в Дагестане. Эти же вопросы мне писали и кумыки, и говорили, и нагайцы тоже проявляли, как говорится, недовольство, хотя их немного, вот почему наших там нету, допустим, в Дагестане при каких-то там. Но я им сказал, что этот вопрос не столько к нам, поскольку у нас есть такие же вопросы, допустим, ауховцев и представителей нашего народа, которые проживают как автохтонные народы, часть в Дагестане, 200 тысяч человек, но из руководящего состава 0. Насколько я знаю, единственное самое высокое должностное место, которое было дано чеченцам, это Сайтиеву Буэйсару, который представлял Дагестан, мандат депутата. Выше и больше никто ничего не давал. Поэтому, как мы знаем, чтобы, да, послушали и было людям понятно. Ассаламу алейкум. Попрощаться с нашим гостем, написал, или точнее вышел полностью, пришлось снова зайти. Сейчас ролик, надеюсь, аудиозаписи нам скинут, и мы, конечно же,
Да, что хотела сказать еще. Э, Вопросы, которые были в первой части, у нас закончился эфир. Мы из-за этого пришлось перезагрузить и зайти снова. Поэтому я прошу вас подготовить, опять же, эти вопросы. А, Если вопросы будут провокационные, если вопросы будут именно такого характера, как сделал это, допустим, Галгай, ответ будет такой же. То есть я уже не хочу больше. И Ибрагим тоже поддержал наш канал. Сегодня 2 человека уже задонатили. Ибрагим З. ДРС-Хилл, Даду Пахвал за поддержку нашего канала, за то, что поддерживаете. Без вашей бы поддержки мы бы, конечно, бы дальше бы не пошли. Башлам, Руслан Гагиев, кто такой, знаешь? Нет, не знаю. Не знаю. Дальше. Вот, Ибрахим, если есть вопросы в Ютубе, я прошу их сразу присылать сюда, потому что, по крайней мере, там есть люди, которые себя называют аджарцами, грузинами и другими национальностями. То есть они все пишут, что якобы там Руслан Гагиев, Анунак, это тот самый Анунак. А ну нах его вообще. Я не знаю, кого не знаю, того не знаю. Если бы увидел фейс, может быть, сказал бы, знаю или не знаю. Так вот, дальше. Башлам, что скажешь про провокацию с селом Кенхи Виноградная? Вот. Ну, это провокация. Это опять же идет проверка. Как мы это пропустим? Спим ли мы? Или каким образом... Ну, активность, патриотизм нашего народа, силу воли нашего народа испытывает. Если пропустим, то, конечно же, это, как говорится, можно дальше действовать. Сколько дагестанцев в Чечне? Так скажу тебе, не дагестанцев, дагестанцы это не нация, это раз. Во-вторых, Дагестан, представители, допустим, тех, кто проживает в Дагестане, различные, допустим, кумыки и другие тайпы, которые были или есть сегодня в Дагестане, в правительстве Чечни присутствуют достаточно. Последний из них, который был, он 2-3 года был министром здравоохранения, это был Лезгин. Поэтому ничего такого нету. Ты, наверное, пытаешься каким-то образом схитро попить, так сказать, в кавычках, но у тебя не получилось. В Чечне достаточно представителей, жителей или народов Дагестана работает в правительстве и различных сферах очень много. Провокация была очень простая. Начали выбрасывать в интернет-ресурсы селения, чеченские селения, исконно чеченские селения по национальному признаку. То есть, если в этом селе проживают больше представителей, допустим, Сюли или Румки, они начали писать Кумыкское село или же Аварское село. Начали вот такими провокациями заниматься. На что мы ответили, что села являются на исконно чеченской земле, и жители, которые проживают на этих селах, в этих селах, это те люди, которые живут на чеченской земле, и им позволили жить это непосредственно чеченцы. Не потому, что там некому жить, а потому что Нохчи – это Нохчи земля, это Нохчи родина, и на этой земле живут другие национальности. Может жить кто угодно, поскольку это является субъектом Российской Федерации. Чеченская республика, мы всегда рады гостям, но всегда знай, кто бы ты ни был, ты проживаешь в регионе непосредственно Чеченская республика. И это земля представителей Нохчи народа, никого-либо другого. А ты гость, или даже не гость, неправильно, ты гражданин Чеченской республики, но это земля по национальностям мы никогда не позволяли и не будем позволять.
То есть живут нагайцы. Это не нагайское село, это чеченское село, в котором проживают нагайцы. Живут аварцы. Это не аварское село, это чеченское село, в котором проживают аварцы. И так далее. Тут за мной наблюдают мои земляки, каждое мое слово скринят, потом распространяют по нашим группам. Я знаю, Джамалай, мне очень жалко тебя, я знаю, ты пытаешься как-то поддерживать хорошие братские отношения. Когда я тебя поблагодарил, что ты задонатил и так далее, и тому подобное, я помню этот момент, когда они брали там и так далее. На самом деле, есть братья, которые достойные братья. У меня очень много таковых. И Уарстхуай, и Хамхуай, и другие. Мы с ними общаемся, и у нас никогда не было. И в гости приезжают. Никогда нету никаких противоречий. Что касается истории, история она разная. Каждому своя. Кому-то нравятся более боевые какие-то моменты в нашей истории. Кому-то нравятся более такие мирные взаимоотношения и так далее. Я не пытаюсь никому угодить. И поэтому до 2018 года мы всегда жили нормально, в принципе, кроме каких-то провокаций, которые были. А остальные моменты, если таковые являются исторически достоверным, то есть это было реально, то, извините, это исторический факт. Вы хотите, мы их публикуем, показываем. Если вы не хотите, тогда и не нужно трогать. Джамлейл ничем не отличается от всех остальных. Если есть возможность, он меня поддержит. Если у меня будет возможность, валлахи, никаких денег не пожалеет. Ни Джамлею, ни другим достойным там ингушским блогерам. Никаких проблем с этим нет. Почему? Потому что какие вопросы задавал мне Джамлею, такие я ему задавал. Он заходил ко мне в эфир, отправлял прямые эфиры. Мы с ним общались, и тут ничего нету. Он мне не пытался угодить. Он свое мнение говорил, я свое мнение говорил. Я опубликовал с его страницы карты, говорил: Джамлей, это фейк. Почему? Потому что он их взял где-то, считая их официальным документом. Я их не считаю официальным, потому что у меня есть опровержение. Он может опровергнуть меня, если таковое есть. И ничего тут такого нету. В принципе, это нормальное общение. Башлам беш бек бок болхбу, бон Аллах эту болха. Мусаси, дерес хил, ваша, дерес хил. Так, слушайте, опять же, кто эти провокации, кто бы эти провокации не сделал, мы их опровергаем, мы смотрим, мы публикуем. Я не все даже успеваю, еще раз вам говорю, есть большие, как говорится, большие технические проблемы. Из-за технических проблем мы отсутствовали, причем почти что весь Урбан-Бута, и сегодня Ибраим знает, как я ему написал, позвонил, сказал: подключай, может, сегодня сделаем эфир. Пришлось позвонить людей тут и так далее. А тут Ингуши не моя страница, с октября 2023 года, другой владелец, название страницы другой. И я знаю это тоже, я это уже говорил у себя в эфире. Джамле, ты знаешь, что самое худшее? Если ты даже каким-то образом донатил, помогал, сейчас после этого они тем самым сделали так, чтобы ты не помогал и не донатил. Теперь если даже у тебя будет возможность задонатить мне, я не буду говорить, что ты поддержал меня. А иначе, чтобы тебя не гнобили, я боюсь, что тебя уже окончательно выкурят оттуда. Но это, конечно же, шутка. Вот. Ава извините, пока по Ава прошу прощения. Дело в том, что да, на аватарке я, но это таковы были запросы непосредственно Инстаграм. Вы видите, у нас появилась официальная синяя галочка. Вот когда эта синяя галочка, там есть свои стандарты, то есть должен поставить свою фотографию. Так получилось, что пришлось пока, по крайней мере, поставить. Я не сильно желаю. Для меня аватарка где наша карта или эмблема нашего канала, для меня это намного лучше, чем моя фотография на аватарке. Но у Инстаграма есть свои указания. У тебя все эфиры связаны с претензиями к ингушам. Вот сейчас у меня не было никаких претензий. И вообще, я сегодня начал не с претензий, я с ответов на вопросы.
Какие вопросы? Если ты задашь другие вопросы, допустим, мы с Айсой говорили про Дагестан. Я буду говорить про Дагестан, я буду говорить про Чечню. Нету разницы. Нет. Хотя ты позиционируешь себя историком и много раз заявлял. Так и есть. Я не позиционирую себя с историком. Я блогер, который закончил исторический факультет. Я знаю историю. Могу тебе показать, если хочешь, все, что хочешь. И карты в плюс в том числе. Поэтому много раз будешь обсуждать лишь историю самой Чечни. Ну, во-первых, я обсуждаю историю Чечни. Если непосредственно задевает историю моей Чечни, как там тебя, даже имени нету, нагнийцам тебя не надо, ЦКРАУЦЦЗЖЧ, вот тебе я отвечаю. Послушай, чувак, я иначе тебя назвать не могу, или нагнийц, или чувак. Это история Чечни. Я говорю о своей истории, Дзурдзуки, кистинцы и так далее. Заходишь ты, тебе подобные и так далее и тому подобное. Задают вопросы. А считаешь ли ты нас братьями? Я сказал, да, считаю. Потом заходят и спрашивают. По шариату считаешь ли, что эти земли твои? Я говорю, да, считаю. Я говорю, да, я могу поклясться, что считаю. И я буду прав. Знаешь почему? Если бы я считал бы нас разными народами, тогда бы я мог сказать, что это вот так. А так, что касается, ты там зашел, начал варствовать, я тебе говорю, не надо. Шариату нет границ. Шариат это закон Всевышнего Аллаха, который должен быть на земле, по идее. Но это светское государство. Этот вопрос меня провоцирующие тоже задавали. Вот по шариату, там девушка задавала, я сказал, какой шариат? А ты в каком шариате? Ты хочешь сказать, что у нас в Ингушетии нету шариата? Это мне задали вопрос на моей странице. Я никуда не хожу, чтобы задавать эти вопросы. Я говорю, послушай, девочка, шариатское государство нету в Чечне, нет в Ингушетии. Муфтияты, шариаты, это как общественные организации идут. По закону, по Конституции Российской Федерации, государство отделено от религии. Хотя религия это непосредственно является частью как бы государства. Но в политическом плане государство государством, религия религией. Шариатское решение, чтобы шариатское решение преобладало над государственным, я такого не видел, я говорю. Это не может, поскольку мы являемся, это простая действительность, мы являемся субъектом Российской Федерации. Понимаешь? Если говорить про светские законы, если говорить там про другие, если мы говорим, извините, шариат, если, чтобы вынести шариатское решение, может это быть в лесу, это может быть на речке, это может быть на озере, это может быть в мечети, это может быть в селе, это может быть в городе. Какая разница для вынесения шариатского суда, если там есть представители муфтията, представители тейпов, проживающих там и так далее и тому подобное. Причем сами призвали, и когда он сказал, хорошо, вот мы на этом месте, и это лес или нет, почему вы сейчас уже опомнили, что этот лес? А когда в 2009 году это место потихоньку засобачили, не был он лесом, не был он чужой братской территорией и так далее и тому подобное. Вы провоцируете меня в надежде, что я схаваю, промолчу, а когда я вам отвечаю, вы потом говорите, вот он, соседний блогер, говорил. Не говорил. Если вы не зайдете и не будете говорить, вы готовы бежать, плакать этому злой Изя, там, грузин, то вы побежали к Дейву Чекиндезовичу какому-то, чтобы он поставил меня. Да ты Башлама поставил. Да никуда он не поставил. Он всех называл, я не хочу повторять, кем он назвал. Просто на это было позор. Главное, чтобы задеть, да меня ничем не заденешь. Я не ФСБшный блогер, я хочу, делаю эфиры, не хочу, не делаю. Кто-то помогает мне, донатит. Мне никто машины не покупает, мне квартиры не покупает. Меня на зарплате никто не содержит. Телефонами меня не спонсируют. За весь эфир, если кто-то там чуть-чуть там скинет, не скинет, и то я это собираю там, чтобы сделать следующий эфир или купить какую-то книгу. Все. Нет у меня спонсоров, нет у меня... И никто из вас не может этого доказать. Потому что этого нет. Это мое хобби. Я отвечаю провокаторам, которые наши шапки, наш танец, нашу культуру пытаются себе перетянуть.
И да, само собой, я еще раз повторюсь тебе, кроме тебя еще очень много разных национальностей. Заходили осетины, заходили кабардинцы, заходили остальные. Я говорю, вот, нажмите кнопку с плюсиком, и я отвечу. Если вы хотите какой-то исторический вопрос задать или поспорить по этому вопросу. Но вы провоцируете, и если вы надеетесь, что я буду молчать и не отвечу ради мнимого братства и того или тому подобное, я не буду. Считаю ли нас одним народом? Да, я считаю. Исторически это было так. Дзурзуки, кистинцы это нохчи? Да, это да. Абсолютно верно. И дзурзуки, и кистинцы это нохчи. Но и ингуши тоже. И я никогда этого не отрицал. Была ли между нами граница? Нет, не было. Почему до 1860 года не было даже области Ингушского округа? Ничего подобного не было. Было от военно-грузинской дороги и вплоть до, грубо говоря, до Сулака, место, где проживали общества, вольные общества, которые управляли старейшины. И были мы одним народом. Я даже не буду говорить до Андийского хребта. Андийский хребет это более поздний период. Были одним народом. Был один Мехкел и так далее и тому подобное. В чем провокация? Вы пытаетесь задеть. А в чем задеть? Я никогда никого не задевал и не говорил, что там, что договор или подданство у чеченцев было раньше, у ингушей. Я этого не говорил. Было и было. Приняли решение общества 10 фамилий ингушских или 7 фамилий. Хорошо. У нас тоже был такой Шахмурза Акотский, который определенным периодом непосредственно договаривался с Московской Русью. И ничего такого нету. И причем раньше это были ли, да, наши шатоевцы, три старейшины 3 сел пытались договориться, чтобы не было войны. Но даже недели не продержался этот договор. Кто-то соглашался с ним, кто-то не соглашался. Мне 100 человек скинули, ролик и сказали, что Экс-Батуа является ингушским тейпом. Ну пускай говорят. Вот я такой Экс-Бату и я нохчу. Из Нохчмахоевского тухума, Вар называете, или Димту его называете. И по крови, и по сути, и по своим отцам, предкам, и башни, и горы, все, Нохчу чуаюся. Тут Нохчу идут ходать. Голгадасто. Хильче гумадаци. Но сегодня мы говорим, что Нохчу идут. Хо аддит. Эхкит хабу, мелкит хабу, уарспойт хабу, тируайт хабу, аухайт хабу. Адбит хо. Шудак астин буй, айшеш болча. Шейла Гюджич гергалулилди, Шейла Хирис гергалулилди, Шейла Карачаев слилди, никто не против. Какие проблемы? Ну вы заходите, задаете вопрос. У вас башни нету, я говорю, есть у нас башни. И намного старше, и много их. Петроглифы, больше петроглифов, чем где-либо на чеченских башнях, боевых, жилых. Приезжайте, поедем, мы покажем вам все. Ну нет. Ваш язык, диалектов много, шусюлиш и инбут. Ну, возьмите книгу. Да у меня есть эта книга. Я вам могу 5 секунд. Просто нас-то еще хорошо, ногчи тейпов 100 с лишним. Ну у вас-то даже не столько тейпов и фамилий. У вас даже столько же фамилий, которые вы под патронажем у вас. И ногчи не отличаются от ингушей, и ингуши не отличаются от ногчи. Ну, кроме определенных исторических моментов имеется в виду. И потом ДНК начинает, другой начинает. Извините, было время, когда мы молчали, а теперь не молчат и вам говорят, вот правда. Харбак душун. Твах кюк шмаит. Харбак датшун. Хоп кинчку, харбакшун, хоп джейну, харбакшун. Вот и все. Карты показываешь, книги показываешь, вы не верите. Нет, нехорошо. Велвол сада юц аж мокчочо санана юц аж зачем сошик шуда на андуич ватсо если гумагоник бог швац я вас не оскорбляю. 5 лет она принадлежала чеченцам. После нас объединили. Мы расстались. Это было спорным вопросом со времен Дудаева-Аушева до
Рамзана Кадырова-младшего. Рамзан Кадыров-младший, чтобы братские узы стали крепче, чтобы не было между нами проблем, оставил спорные нижнюю часть, северную часть Ингушетии оставил за вами, потому что там сейчас проживает большинство ингушей из-за того, что в пригородном районе оказался в составе РСО Алания. Верхнюю часть вернули, которую взяли в 2009 году. Все. Амц. Все. Это реальность, суровая реальность. Нравится вам, не нравится, это естество. Это никогда не было вашей землей, это было чьей нашей? Чьей? Вопрос. Наши это что? Кто? Если я занимаюсь провокацией, я вам могу показать столько роликов. Буквально новость, которую вчера напечатали, я могу сейчас вам ее показать, за что вам будет стыдно после этого. Где вы оскорбляете целое село чеченское, которое проживает сегодня, оказалось в Ингушетии. Где вы оскорбляете тех представителей моего народа, которые в Малгобеке. Где вы призываете оскорбительно. И этот канал ваш. Это не мой канал. Если бы я занимался провокацией, но я занимаюсь историей, я опровергаю ложь. И сам от себя ничего не делаю. Я специально оставляю вам название этих каналов, которые это делают. Чтобы вы не сказали, что это я от себя нарисовал или сам выдумал. Мне это не надо. Еще раз повторюсь, мне за это никто не платит. Моя зарплата это те люди, которые присылают вот эти, грубо говоря, копейки. Ладно, раньше ногчи с Европы еще могли там, через PayPal они присылали, у меня хоть что-то получалось. Сейчас и они не присылают, потому что там разные причины. Через Donation Alerts, YouTube мало кто может отправить или в YouTube не сидят. Те, которые дома, как ты видишь, если бы здесь другая ситуация была. У меня ни меценатов, никого нету. Знаешь, мне никто не проплачивает. Знаешь, мне никто... Я 1,5 месяца тому назад, Ибраим может подтвердить, кажется, делал последний эфир. Если мне платят, если у меня программа, как вы отправляли это злому Изи, там, говорили, или Артемке Платову говорили, вот ему спускают с правительства, у него в эфир. Да, ко мне приходили в эфир высокопоставленные люди на тот период. Потому что вы жаловались. И больше ничего. Я обычно, еще раз говорю, вот моя квартира, я показывал, как готовлю кофе, где я живу, где я сплю, я все вам показывал. Что мне стесняться? У меня нету неприязни к нормальным людям. У меня огромное количество подписчиков ингушей. Да, большинство из них ворствует. Альхамдулиллах, которые очень хорошо отзываются и исправляют меня и говорят так-то, так-то, так-то. Да, дух бах, бойлуш. Кто поддерживает, тот поддерживает. Кто нет, то нет. Я не заставляю. Я еще раз говорю, покажите хоть один пост, где я оскорбляю. Да, если вы считаете оскорбление, не один написал. Оскорбление то, что я оскорбление то, он говорит, для нас оскорбление то, что ты нас называешь одним народом. Так, и санёла я больше я те йочур гуман садаум дать. Если это для него оскорбление. А кто хочет, чтобы такие люди были единым народом? Я не хочу, я не этих людей имею в виду. Я достойных братьев говорю. И мусульман, само собой, в первую очередь. А те, которые пытаются вот таким образом форсить и ссорить, у меня нет этого. Поэтому, цекахунядын, чекендез нарнеевец, у меня нету к тебе ни оскорбления, ничего, ни презрения нету. Но я тебе отвечу, я не позиционирую себя, я говорю как есть. Какие вопросы, такие ответы. Где-то длинно отвечаю, где-то коротко. Политическое убежище попрошу, говорит 667. Джамлай, политическое убежище у тебя всегда есть. Мы тоже потихоньку развиваемся. Верно. Какое у тебя образование над ИСМА? У меня 2 высших образования. У меня история юриспруденция, красный диплом, и у меня красный диплом РАНХИКС, административное управление. И еще есть оператор ЭВМ, и еще есть еще одно образование. Что тебя так интересует, какое у меня образование?
У меня несколько высших образований. И да, до сих пор, несмотря на то, что у меня высшее образование, все остальное, я могу себе позволить и ошибиться, и неправильно высказаться, или так далее, и тому подобное. Красный золотой медалист или красный диплом – это не признак того, что вы просто гениальный человек и никогда в жизни не ошибаетесь. Конечно, ошибаются. Мы же люди. Дальше. Да, говорится, это не мне, говорят, скоро приедешь. Так, зависит от того, как пригласишь. Все говорят, что нужно вернуть Ауховский район. А как же другие районы? Никто о них не говорит. Ну, я не знаю. Все всегда говорят, кортеж отправлю. Это к Рамзану. Так, дальше. Почему тебя волнует или волновало количество руководителей ингушей в ЧСР, если ты считаешь нас одним народом? Ну, во-первых, это был пример, это констатация факта. Магмог. Это официальные документы. И здесь ничего такого нету. Я говорю, что такова политика. В Российской империи она была всегда. Хотя это не только там. В Древней Персии то же самое, и переселение. И имам Шамиль делал то же самое, когда у него был имамат. То есть с востока, с восточной части обществ мусульман, как он считал, он отправлял на восточную. Из-за этого были некоторые неразберихи у нас, но это я знаю, это наша внутренняя кухня. И тут речь не идет конкретно об ингушах. Такова политика была от коммунистического строя, можно было бы сказать. Но нет. Там и в Российской империи это всегда было так. Я не знаю, может это для эффективной работы, может это чтобы кого-то держать, а может из-за того, чтобы, зная... Почему? Потому что еще со времен царской России говорят, что у них неприязненное отношение друг к другу. То есть они говорят чеченцам, ингушей. Таким образом они пытались регулировать. Хотя, я честно тебе скажу, Магмог, в том, что были или нет, чеченцы об этом мало кто говорил. Это я увидел в официальных документах уже. А чеченцу абсолютно пофигу, кто там руководитель, кто не руководитель был на период Советского Союза. Алхамдулилlah, что нас вернули с депортации, и тому люди были довольны. А остальные моменты потихоньку устаканились, и по воле Всевышнего Аллаха каждый у себя на родине стал хозяином. И все. Башлан, как думаешь, те кости, которые лежат в могильниках, разумнее было бы предать земле? Умар Галаев. Умар, я отвечу тебе так. Я по этому вопросу спросил, но нельзя их хоронить. Нельзя. С точки зрения ислама нельзя их хоронить, мне так сказать. То есть они умерли в джахилии, и их нельзя хоронить как мусульман. То есть просто закопать их, возможно, это правильно с точки зрения какой-то там адатов или какого-то внутреннего мира человека. С точки зрения религии нельзя, поскольку они умерли не как мусульмане. Не забывайте, во времена джахилии мы не были мусульманами, это разные вещи. Хотя мне многие начинают упрекать, говорят, где мы были всегда единобожниками. Мадейцы, что Элдаш мадейцы. Если вы не разбираетесь в истории, это, конечно же, совсем другое. Во-первых, когда у тебя некоторые начинают пантеон богов, у нас не было. Понимание язычества, это не обязательно там пантеон. Мы же не анунаки, которые сидят там где-то. Название Пармат, Мармат создали, клевещут на нашу религию, на нашего пророка Всевышнего и так далее. Мы же не такие дебилы конченые, имбецилы, понимаете, которые не знают не только не своей истории, вырезки из истории, вырезки из хадисов. Последнее, то, что я просто мельком услышал, я просто был поражен. Они рассказывают о высоте Каабы. Настолько дебилы, ну просто-напросто они, я просто 5 минуту, я не представляю, минуту я послушал этих богохульников, джахилистов, мне просто-напросто было это так смешно, но как может быдло в 2 часа ночи слушать этих имбецилов, придурков о высоте Каабы, которое было реконструировано, которое в свое время было ниже, потом стало выше. Есть определенные года, когда его реконструировали и так далее и тому подобное. Они сравнивают нынешнюю конструкцию Каабы с Каабой, которая была во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.
И люди слушают, реально, вот, слушают, никто не опровергает, никто ничего не говорит. Ну, дебилы просто. Вот Всевышний Аллах настолько сильно запечатал их сердца, этих джагилей, которые боятся показать лицо, которые говорят там, какой бы национальности ни принадлежали. Ну, поэтому я, кстати, да, с чего началось и к чему я пришел. Вот, пантеон богов, название богов, это все, конечно же, из древней нашей истории. Они в разных местах могли быть и по-разному, то есть названия. Поскольку автохтонный народ, он мог ошибаться, даже если мы считаем себя под прямыми потомками пророка Ноха, алейхиссалам. Но имеется в определенное время люди всегда из-за своей гордыни, из-за своей глупости и много чего еще могут уйти в неверие. И каждый раз, когда уходили в неверие, посылались посланники, пророки и так далее и тому подобное. Святые люди, чтобы исправить и поставить на праведный путь. И когда начинают мне говорить, нет, мы всегда были там, не были. И эти люди были похоронены именно по языческим традициям и культу. Хотя многие могут возразить, сказать, нет, их закручивали в саун и ложили их трупы сушиться и так далее. Я прошу вас, не надо вот такие вещи говорить. И про малоземелье тоже не надо говорить. Да, в горах малоземелье, да, все это было. Но похоронить труп возможность была всегда. Они могли это сделать на равнинах и так далее. Но поскольку все было во времена язычества, этим могильникам 2000 лет, а исламу 1446. Кстати, я поздравляю всех мусульман уже со вторым днем нового календарного года. Да, дальше, да, больше. Вроде бы сегодня был исламский Новый год. Вот. Поэтому нельзя, к сожалению, брат, их хоронить. Больше не буду. Так, дальше. Хамхоев, скажи по-братски, что тебе дают эти архивы? Сколько лет трудишься? Мог бы за это время хороший бизнес начать? Этот вопрос мне тоже задавали часто. Говорит, времени больше не было. Было больше людей. Так. Здесь больше вопросов, конечно же, к Джемлею. Джемлей, ты решил у меня эфир забрать? Так, Асламбек задонатил. И сегодня 3 человека поддержали наш канал. Асламбек, огромная благодарность за то, что вы поддержали наш канал или поддерживаете наш канал. Мы существуем непосредственно благодаря вам. И сейчас я хочу, быстро отвечу на ваши вопросы, и мы послушаем этого лезгина, который прислал нам видео. Просто сравните чеченские и ингушские башни. Сразу видно, у кого древние башни. У нас суровые трудоспособные местах, у ингушей более декоративные на легкодоступных местах. Ну ладно, это верхняя часть не была частью Сунжинского. Ты сейчас путаешь, пошла. Верхняя часть не была частью Сунжинского. Джам 90. Во-первых, я не путаю. Я не говорю, что верхняя часть. Чтобы было понятно, это Ачхой-Мартановский, это я знаю, к Ачхой-Мартановскому лесничеству, Галанчожскому району относилось. Ты вот, меня, поражает. Вообще Сунжинский, все считалось вместе, имеется в виду, понимаешь? Нижняя часть, Малгобекский и Сунжинский, это нижняя часть, верхняя часть, это Галанчожский. Галанчожский упразднили, это стал Ачхой-Мартановский. Ты мне сейчас, Джан 90, будешь реально говорить, что я ошибся или нет? Я знаю, где был Сунжинский, я знаю, где был верхний, непосредственно Галанчужский. Бедные твои друзья. Так говорит, так, дальше. Так, как ты думаешь, когда вернут ингушам Наурский, Шилковской районы, ведь их передали общую в ЧССР, а не отдельно чеченцам, там шариат не работает? Абсолютно верно работают, но ингушам не принадлежит ни Наурский, ни Шилковской, ни Каргалинский. Его никогда не давали. Что касается, когда... Хотя нет, Синарев, кажется, еще до сих пор живой. Бимулат Богатырев нет, кстати. Прочитай газету 92-го года, выступления Фаргиева, всех остальных посмотри, и никогда... Ни одному ингушу не давали взамен пригородного района ни Наурский, ни Шилковской район.
Эти районы были выданы, чтоб ты знал, чеченцам, которым было запрещено возвращаться в Шаройский, Чеберлоевский, Каланчужский, частично и Тумкалинский, Шатойский район. И непосредственно в город Грозный. Были по этому вопросу и бунты и так далее и тому подобное. Вплоть вот по этим вопросам, из-за малоземелья, чтобы они уходили обратно в город, чтобы их было проще за ними смотреть и говорить. А ингуши тут вообще ни при чем. С учетом того, если ты хочешь, чтобы тебе было понятно, есть документы, я опубликовал их, и по шариату, и по любому вопросу ты можешь посмотреть. Ни один из ингушей не поселился ни в Наурский, ни в Шилковский район. Насколько я знаю, 0%. Они посчитали, что они неплодородные и далеки от общей родины, от местности. И поэтому ингуши в основе своей поселились в городе Грозном, в пригороде Грозного района, то есть приграничье, и недалеко. То есть все близкие, как говорится, Грозному земле. Вот. И сейчас посмотрим. Задонатил. Ассаламу алейкум башлам дал эту байлха. И у нас из Ютуба аноним задонатил. Ютубовский брат Дересхил аноним дал сейдуэл за поддержку. Сегодня уже 4 человека поддержали. У нас уже почти что, не почти что, штука с лишним набралась. Так что мы разбогатели. Чтобы... Так, дальше. Дальше. И да, и честно сказать, не поселились в городе Грозном и так далее и тому подобное. И отсюда их тоже никто не выгонял. Началась война. Как сказал первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев, ингуши стали двойными беженцами. То есть после того, как с пригородного района приехали в Чечню, здесь начался уже конфликт в дальнейшем, двойные беженцы, то есть, то бишь, с грозненскими ингушами, те ингуши, которые приехали с пригородного района, все заселились в Сунжинский район, Малгобекский район и заполнили эту часть Ингушетии, то есть северную часть, да, северная часть, северо-западную и северо-восточную часть Ингушетии заселились двойные беженцы на тот период, по словам того же Руслана Аушева. Поэтому, я думаю, ни по шариату, ни по какому другому эти земли не относятся. Потому что никогда ингуши бы не согласились, даже если бы это было так, взамен пригородного района получить Шилковской. Эту мульку начал выдумывать Абадиев, кажется, на это выступление. Скоро я это видео опубликую. Это еще с тех пор своей предвыборной. Это не Идрис Абадиев, это другой Абадиев. Вы увидите, начали эту мульку писать и про часть Шилковского Наурского района, что якобы это было дано взамен, во-первых, взамен но ни то, ни другое не является достоверным. Так что ты ошибся, Шервани. Уважаемый Наурский Шилковский дали для жителей Шервани. Все? Джавалай, салам алейкум. Вот точно из того сторон, все тебя кирдык, тебя завтра уже начнут говорить. Ах же, как ты предатель опять. Короче, политические убежища и... Да. Смотри, я тут некоторые вопросы видел, и чуть-чуть Ингушетии. Тут вопрос был такой, правда ли, что Ингушетия родина башен? Кажется, так вот звучал вопрос. Ее называют родиной, потому что там много башен, вот это вот причина. Дальше по поводу... Я больше скажу, Жамлай, я дополню, скажу. И эти вот названия, то, что мы дали, типа Родина башен, это дали мы сами себе. Не чужие это дали, а мы сами себе это дали название, братан. Почему? Потому что башенные комплексы, на самом деле, в Грузии ничем не меньше, чем в Чечне и в Ингушетии взято. Там даже их больше. Но называем ее так только мы. Вот в чем
самое интересное. Совар-М, ты тоже можешь назвать Чеченская Республика Родина Да, Башни. Я в этом да, ничего, я и говорю тебе, об этом и говорю. Что, я конечно. в этом ничего не вижу. Дальше по поводу Наурского, Шелковского района. Я читал недавно стенограмму одного большого чиновника, занимал очень хорошую должность в Чеченной Ингушетии. Я в этой стенограмме, когда ингуши возвращались из депортации, он вот такой грубой форме говорил, типа в Назране, в пригородном районе, еще где-то вам прописку ингуши не сделал, не будут делать, не мечтайте об этом. Если надо, езжайте там на Ужский, Шелковской район, туда-сюда и так далее. Вот это вот стенограмма у меня есть, она вот, то, что я читал. Но взамен что-то я не слышал. Я со многими историками общался на эту тему. Вот насильно переселяли в Наурский, Шелковской район, это факт. Там черным по белому написано, если вы хотите прописаться, езжайте в Наурский, Шелковской район. Все. Я заменяю, что я такого слова там не видел. Конечно, нету. Нет, мне вот дали один документ, найденный якобы в белорусских архивах советского периода. Вот этот документ я ознакомился, и что якобы дано оно было взамен, но на самом деле взамен там вообще ничего не сказано. В этой директиве, которая была отправлена Хрущеву, если я не ошибаюсь, в тот период, это время периода Хрущева, если я не ошибаюсь, отправлен документ, там говорится четко о том, что из-за малоземелья, из-за того, что малоземелье было, и не разрешали пить, по крайней мере, я не знаю, что разрешено ли было заселять Жайраховский район, или там в горной части у вас Жайраховский же, да? Район он образован в 94 году, если я не ошибаюсь, Аушу. Короче, факты я имею в виду, четко указаны наши 5 или 6 районов, ныне 2 упраздненных из них. Там в основе своей в Науре по сегодняшний день с тех пор проживают шароевцы, чеберлоевцы, то есть, чтобы было понятно, это самые, вот, грубо говоря, наши отдаленные части, которые являются самые такие плодоносные, там, где альпийские луга, там, где скот просто-напросто становился из маленького теленка, буквально за 1 год набирал такой сильный вес. То есть люди реально там жили неплохо. В эти районы было... И плюс бунт, который был в 56-м или 57-м году в Грозном, ты знаешь про него, да? Который подняли армяне и русские, кажется. КГБ жестоко подавило его, которые не хотели, чтобы заселялись в город Грозный, заселялись чеченцы. Поэтому вот как раз таки вот такие вот моменты были. И я видел в газете, этот Алгай-Дваш, кажется, называется, или нет. Ну, там, где Богатырев говорит, сравнивать с 12 апостолами, тех людей, кто... Кажется. Большой материал был. Да, там статья, где рассказывал, что никогда в жизни место пригородного района Наурский... Сердало, кажется. Сердало, да, Сердало, верно. Я перепутал. Сердало, он пишет, что это одно и то же, там, как сравнивать с 12 апостолами. То есть я хочу сказать, что на тот период, в 90-е годы, 89-е, напрочь отсутствовало вот это. А впервые я услышал это в предвыборном разговоре Абадиева. То есть там старший брат, кажется, Идриса, Тимур или его, как его зовут, я не знаю. Да, Магомед Башир. У него на предвыборной речи я услышал впервые вот этот разговор об этих 2 районах. Ты знаешь, смотри, я с 2019 года активно работаю в архивах России, и пока ничего не нашел. Вот честно, пока ничего не нашел. Может, найду. Если найду, я у себя опубликую, по-любому. Есть документ, как говорится, то какие с этим могут быть вопросы? Да, есть документ, да. Так. Но опять же, сейчас, это, знаешь, я помню, мне еще буквально года 2 тому назад предъявляли, кто-то предъявлял, вот мы вместе строили республику,
И типа мы расстались, и вот после этого вот нам ничего не досталось, мы остались без ничего и так далее и тому подобное. Так я еще в то время, это года 3 тому назад, да, мне задавали этот вопрос. Я говорю, пожалуйста, заберите все, что осталось от ЧССР. Это 2 трубы, которые находятся в Грозненском, заводском, ныне Шейх-Мансуровском районе, торчат 2 трубы. Это все, что осталось от времен ЧССР. Больше ничего нету. Все стерто с лица земли. А стерли что это? Это стерли на тот период непосредственно война и федеральный центр. Если есть какие-то претензии, обращайтесь к федеральному центру. Федеральный центр может предъявить, сказать, послушайте, господа хорошие, мы вам дали разрешение построить новый город, Магаз, дали. Вы построили его? Построили. Какие претензии? Никаких. Сейчас я вам отвечу, за что большевики ингушам дали. Большевики ингушам пригородный район не дали. Да, не так? Я такого не знаю. История пригородного района, она очень большая. Там тогда такого понятия, как пригородный район, не было. Там были села царского периода, там документы у меня есть, тоже скоро обнародую. По поводу современного пригородного района, я всем это говорил и сейчас повторяюсь. Район возвращали в 91 году, если я не ошибаюсь, при там в качестве миротворцев были чеченцы, я сейчас не помню фамилии. Район возвращали, отдавали, но что-то там не то произошло, район не вернули. Единственное, смотри, там какая проблема, по этому документу я зачитывал его по возвращению, там были продвижения хорошие, но я слышал, знаешь, как в документах написано, не согласились по вопросу Владикавказа, по пригородному вопросу решили, говорит. А вот Владикавказ по этому вопросу никак не решили бы. Вот, это есть. И, просто я сейчас не буду называть фамилии людей, которые требуют. Это но опять... 12 сел пригородного района возвращали. Документы есть, но их нельзя... Слушай, я что хотел, Джамой, спросить, а исторически вообще вот эти вот нынешний пригородный район, он совпадает с тем старым, имеется в виду, с теми землями пригородного района старыми, и нынешний современный пригородный район? Ну да. То есть он вообще по диаметру полностью совпадает со старым? Я не знаю по диаметру, но я смотрел истории сел. Вот смотри, Ангуш, там другое название, сейчас не помню. Босс есть, склон согласия. Там жили мои однофамильцы, Барахоевы жили там, Бекбузаровы жили, Шутуровы жили. Ну, там и мои однофамильцы, и не мои однофамильцы. Потом есть Тарская долина, там тоже жили ингуши с приходом царских властей, там поселили казаков, и эти земли сдавали уже в аренду ингушам. Документы все есть, я это все тоже изучал, даже в архивах это все есть там. Я сейчас заказал документы, эти 2000 листов, сейчас я домой поеду, я это все отсканировал, в ближайшее время тоже у себя на официальной странице опубликую. Так что не большевики сдавали пригородный район ингушам, это, блядь, силы кабы. Да, по поводу... Если бы, конечно, большевики давали, там по большевикам была другая тема. По большевикам там можно было договориться, где договорились, это по поводу северной части нашего земелья. Там я читал документы и выступления. Многие отрицали, мне говорили, что якобы не было выступления. Я опубликовал документ, где непосредственно Асланбек Шарипов на выступлении, в одном из выступлений, революционном выступлении, он предъявы делал конкретно Ревком, он, кажется, Ревком тоже назывался в тот период, по именно землям, которые были заселены казаками, что эти земли исконно принадлежат непосредственно нашему народу. То есть он предъяву делал на тот период. Асланбек Шарипов. Шарипов это очень масштабная личность того периода, как и Чахриев. Это бесспорно. Вот, Маршал, у меня вопрос такой, вот чисто твое мнение мне интересно. Я
ну, большим людям из вашей республики его не задавал. Я сейчас просто твое мнение интересно. Смотри, в 1924 году или 1923 году Чеченская автономная область вышла из Волжской республики. Тогда Сундурского района, ну, как бы в состав Чеченской автономной области не входило. А твое мнение, почему опираются на 1934 год, а не на 1924? Просто твое мнение, не более. Я Хорошо. свое мнение по этому поводу... Конечно. Ну, по этому вопросу я скажу так. Во-первых, когда выходила Чеченская республика, Чеченская автономия выходила из состава Горской республики, точно так же Ингушская выходила. И ингуши, и чеченцы, никто не предъявлял никаких претензий на земли непосредственно Сунжинского округа. То есть документально, официально никто не предъявлял. Вот эти разговоры, что мы были недовольны, мы все время возникали, это разговоры и не больше. Официальных документов ничего нет. Это раз. Во-вторых, это я свое мнение тебе говорю, чтобы ты знал. Если ты говоришь, что есть, может... Смотри. Второе. До этого периода, то есть до 1929 года, по землям, допустим, Сунжинск, да, сейчас мы начнем говорить, что туда были подселены казаки. Давай возьмем эту часть. Хорошо. Бек-Черкасский, земли которому принадлежали, эти земли принадлежали ему для начала. Бек-Черкасский, эти земли, завоеванные или какие бы ни были, эти земли продал Российской империи. И после этого, кроме непосредственно селения Псидах выкупали сами псидаховцы, то есть ему заплатили со всего, что у них было, все, что были манатки, золото, серебро, отдали. Кроме него, все остальное Бек-Черкасский продал Российской империи. И Российская империя на своей законно купленной земле поселила тех людей. И сегодня карты, в том числе, которые публиковались у тебя на канале, и карты, которые сегодня все пытаются показать, что якобы эта карта 1862 года и обводит контур, делает Ингушетию такой большой, на самом деле это не административная карта и не географическая карта Ингушетии. Эта карта, вот если ты берешь, она похожа, знаешь, простите за выражение, есть анатомия женщины, есть вот яичник. Вот именно таким образом, как она выглядит, вот эта часть, начиная с Владикавказа, с пригородного района, и заканчивая станицей Петропавловская и Ильиновская, Чуртова, Нохчичуя, имеется в виду, тот, кто был в Чечне, знает, где находится Петропавловск, включая Грозненскую крепость, Самашки, Фельдмаршалское и остальное, и включая всю часть Малой Кабарды, фактически, она называлась Сунжинским округом. Она не идет ни Чечен, а Ингушетия, допустим, на этой карте. Внизу это горная часть, где ваши непосредственно башенные комплексы и Джайрах. Вот эта часть. И сверху часть, которая идет, вот это Эльхотово, Назрань, вот этот кусочек сверху идет. Все. Чечня то же самое. Да, абсолютно верно. Ну и Чечня там уже Грозный не в Чечне. Она тоже не принадлежит чеченцам. Де юре она фактически принадлежит царской России. То есть вот этот перешейк, это Сунжинский редут полностью, он принадлежит Российской империи. Так вот, отвечая на твой вопрос, до периода 1929 года на эти земли, как говорится сегодня, или кто-либо другой, не могли претендовать и не претендовали. Чеченцы как вошли, так и вышли. Ингуши точно так же. Она оставалась независимой, поскольку де юре, де факто вся власть, которая была там, оставалась у них в руках. До того момента, как они, ты видел, наверное, эти документы, если не видел, я тебе скину их. Официально они сами, причем не в таком маленьком районе, сегодня этот кусок очень маленький, туда Малгобекс, Первомайская, туда в Моздоке есть, называется Чечвалка, она называется. В Моздоке, она сегодня к Осетии относится. Она, селение Октябрьское, Вознесеновское, вот эти части, прилегающие вплоть до Моздока, они все входят в состав чеченской автономии. Там излагается, почему? Потому что большинство русских, раз. Во-вторых, экономически сильная развитая инфраструктура, два.
И то есть они перечисляют, что они ближе и все остальное. Они сами добровольно в 1929 году присоединяются к чеченской автономии. Да, абсолютно верно. Многие говорят, всего лишь 5. Да, всего лишь 5 лет. Но в Чечне она была 5 лет, а в Ингушетии она не была ни 1 год. Никогда не была. Потому что после создания Ингушский округ, да, округ, в 1860-м создают, в тот период она не входила в состав Ингушетии. И после никогда не входила туда. А в Чечню она входила, но всего лишь 5 лет. Абсолютно верно. Что касается карты, я по карте скажу так. Карта 1926 года, ингушская, ты видела, да? Автономная область. Вот эта карта наиболее правильная и достоверная карта. У нас мы тоже, если так говорить, на тот период Чечня тоже без северных районов. Ты же знаешь, да? Нет Наурского, Шелговского участка региона. То есть нижняя часть. И возьмем хорошо, вы оспариваете пригородный район. Но и мы, сейчас многие не видели документы, но у меня появились, как и ты, я по архивам потихонечку, полигонечку. 1921 год, Ауховский район, который никогда до этого не принадлежал Дагестану, входит и становится частью, допустим, Республики Дагестан после 1921 года. Согласны мы, не согласны, это совсем другой вопрос. Но он не входил никогда туда. Там не только он не входил, там многие андийские части андийцев не входили в состав. Но это уже совсем, как говорится, другая история. Поэтому многие, Джамле, скажу так, что новчему, ты будешь все видеть, всю картину будешь видеть со своей стороны. Я это вижу со своей стороны. Но объективно скажу тебе так. Если мы начнем говорить по документам, Москва размотает и Ингушетию, и Чечню в 5 секунд размотает. Почему? Потому что они победители, понимаешь? Они решают, кому что дать, кого что отнять, кого присоединить и кого разъединить. Такова политика была всегда. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Что касается вот как раз этот Галгай, который в вечности в любви клялся то к чеченскому народу, то к другому. Он говорит, в 1897 году там было 2000 чеченцев и так далее. А до Пахаль. Там были периоды, когда там не проживало, вообще почти не проживало ингушей. Но я хочу тебе пояснить. Опять же, весь вопрос возникает в том, если ты берешь старые карты, возьми, эта местность полностью записана как Карабулаки. Там записано Уарстхой Адухвахаль. Адбита, Нохчи Адбита, Галга Адбита, там написано Уарстхой. Вот вся проблема, почему вот ты именно, вот Галгай, который написан канал, считаете его своим, потому что вы говорите Уарстхой Галгай Бубах аж. А оба Уарстхой Нохчи Бубах. А среди них есть те, которые говорят Галга Дац, Нохчи Дац отдельно. Они записаны как Карабулаки. И эти земли принадлежат им. Но исторически так получилось, или не получился этот проект у царской России. Их не добавили ни к Чечне, их не добавили, точнее, их не разделили просто-напросто. Ну, после того, конечно же, как 5000 семей, почти 1500 их и 3500 остальных ночей отправили на Ближний Восток. Поэтому это, я, Джамла, не тебе отвечал, Булава, это вопрос. Поэтому я считаю, честно сказать, конечно же, чеченцы будут искать свою сторону. Еще раз повторюсь, если будет рассуждать и говорить Москва по документам, как должно быть, как соединились, так и разъединились.
Ой, у меня почасовой трафик, так что я не специально это сделал, ты, надеюсь, понятно. На самом интересном месте отключился. Ясно. Это, как говорится, Нет, ты по-моему, знаешь, сами охуенно. Вот я писал книгу про уголовный розыск, историю уголовного розыска. И я поднимал архивные документы из Государственного архива Российской Федерации и документы 1929 года. Там, ну, есть такое понятие, как сводка преступлений. Вот ага, там есть эта сводка преступлений, там, допустим, Орджоникидзевская, ныне Слепцовская, да, Сунжи город, мгм. он принадлежит Чеченской автономной области. Чудовище, просто вот с каждым разом выявляются новые документы и Не, у приходится с меня кем-то. есть, да, все ходы. Вот, у меня есть этот документ, где Слепцовская принадлежит, не то, что Егеница Сунжинский, а Слепцовский, где она принадлежит конкретно записано, даже не то, что записано, там это приписано, что это чеченская, относится к чеченской автономии, количество чеченцев, проживающих там, то есть там все написано. Асфикбар Мабах, Джамлай, я тебе клянусь, если начнут поднимать архивы документально, ты знаешь, один есть, когда приезжал Султыков и Албагачиев сюда, или Муса Зурабов сюда, аргументы против Даудова, которого были просто-напросто кипы архивных документов с картами, и аргументы, которые были у них, то есть zero, карта, которая, Филькина карта, которая, опять же говорю, нет такой карты в реальности. То есть на тот период любой государственный архив в Москве, в Петербурге, в Тбилиси, если ты подумаешь, нет такого административного устройства, которое они показывают, которым входит туда. Мое имя Джамалил, пожалуйста, называй меня по имени. Правда, что генерала Слепцов забрали? Неправда. Что сделали? У генерала Слепцов забрали. А нет. Ну, я тебе Короче, скажу, что генерал Слепцов похоронен в Слепцовске, в Сунжу похоронен. если я не ошибаюсь, в честь него и названо название дали ему. Да. Кстати, я сейчас получу в ближайшее время документы, как его там убили Валерики. Там есть документы, я сейчас их получу тоже. Поэтому Слепцову. Вот. Такие дела. Это ты убийствами занялся. Не нравится мне этот онлайн, не нравится мне. Нет. Сегодня. Да, Башлам, я писал книгу про уголовный розыск, мне нужно было документы искать. Я сейчас заказали определенную тематику, найти документы, я ищу документы по определенной тематике. Вот так вот. По грабежам, по убийствам, столько материала сможешь найти. Непочатый край. У меня много чего есть, я всем не показываю. Я тебе говорю, я просто когда наткнулся на эти архивы, именно по преступлениям, я просто-напросто, потом я начал понимать, знаешь что, Джамлай, когда вот именно период, начиная с Ермолова, я всегда думал предвзятые отношения. Но когда ты видишь заведенные уголовные дела на тот период, то ты понимаешь, что в их понимании это преступление, понимаешь, потому что со времен Борятинского, его прокламации, которую он зачитывал, то есть это официальная прокламация, которую он призывал отказаться чеченцев от имама Шамиля, он еще в то время называет варварскими, дикими вот эти обычаи, понимаешь? Ровная месть, это преступление и так далее. Ингуши не претендуют на пригородный район. Пригородный район — это неотъемлемая часть республики Ингушетия. Но Ингушетии, территория есть. Сегодня де-факто, де-юре это осетинская земля. Ты просто документы подними, карты подними и посмотри. Да. Владикавказ основали ингуши. Есть документ 18 века в Российском государственном архиве древних актов. Я у себя опубликую скоро. Претендую. Это явно твои, потому что у меня таких вопросов никогда не было до тебя.
Шеф, ну я потому что Ингуш, я сюда зашел, поэтому пишет Ногчевый, и то, что он там, это чеченец пишет. Нет, Провоцирует меня. Джамлеем, мне честно скажу, часто заходит. Я и даже один раз пошутил над Джамлеем, что он задонатил, его после этого анафеме подали просто. Чуть не казнили. Блин. Говорит, ушунов, спонсировать я. Да, ты свалила. Возможно, Джамлей, я бы тебе выслал бы такой жирный донат, ну и финансовый, чтобы ты мог дальше тоже. Но ты знаешь, мы с тобой эти горе-блогеры, которые бы сами бы еле-еле душа. Заскринили, распространили. Я помню, я же тебе говорю, то есть эту шутку, которую мы с тобой сделали, они так и не поняли. Да. Да ладно, я с тобой вообще тогда больше не буду шутить. Все, блин. Потому что, блин, что не скажи, Вова. Провоцирует, говорят, специально я всегда Джамлея поддерживаю. Ну да, решу. Это, конечно, была шутка, друзья. Не нужно обижаться, поддерживать, не поддерживать. Вы же лучше бы то, что вы отправили злому грузину, вы отправили бы Джамлею, было бы лучше. Намного лучше. Да. Вошла больше бы пользы было. Снова насчет поднимать, записывать, распространять по всем группам. Сосла. Юмор не наш конек, Язина, точно. Слышишь, тебе тогда вообще не вариант приезжать. Хотя мэр города, бывший, слышь, Джамлей, бывший мэр города Магас уже приехал в Грозном, сфотографировался, сказал, все нормально, можешь приезжать, тебе анафеме уже не предадут, если что. Верьте, Беслан улица, что, я самостоятельно человек, я делаю то, что я хочу. Кому бы я не ездил, с кем бы я не фотографировался, никому ничем не отдал. Почему сами сурдака? Вот что надо положить. Ты знаешь, я знаю, с кем ты переписывался. Якобы Чечен Войс, якобы он, говорит. Клянусь я тебе, я даже не знаю, кто это. Дейл 20 раз. Не, я не говорю, что это он. Ну, якобы он, ему прописали это Чечен Войс. Да блин, он к тебе в эфир заходил, я не говорю, что это он, ему прописали просто это. Я, честно сказать тебе, мне много предъявляли разных. У меня всегда, честно скажу так, у меня открытый канал, Джамлей. Вот видишь, сейчас ты отправил, я смог принять. Я всегда принимал любого человека. Ты меня не понял, я тебе директ напишу. Нет, я не тебе, я вот добулаю, я всегда всех принимал. Никаких проблем с этим нету. Всех, кто хотел зайти. Единственное, я просил, бьюхум шмадить, не материтесь. Если есть вопрос, задайте вопрос, никаких проблем нету. Если я знаю, я отвечу. Если я не знаю, я не отвечу. Я не знаю. Говорили, что и пошла это чемпионат. Вот Кавказ миром тоже я дружу. Сейчас начнут наши записывать и распространять. Мир хороший парень, он в основном выкладывает только документы, честно сказать. Я никаких, я единственное то, что видел, мне нравятся у него карты и документы. Когда нужно, я у него беру. А так, абсолютно. Башлам, слушай, вопрос еще. Ну, он заезжая тему, все-таки я тебя спрошу. Вот почему постоянно про Зелимхана я сейчас спрошу? Якобы говорят, что наводчики ингуши и по наводке ингушей убили. Неправда. Ты лжешь. Я тебе скажу, в Чечне такое никогда не было. Это появилось, знаешь, когда, Джамалай? Сейчас пошла новая волна. И начали говорить, что якобы Зелимхан работал стукачом НКВДшника. Я тебе реально говорю, тема сейчас очень сильно раскручивается, типа, как он мог сбежать, начали специально провоцировать и писать, что якобы Сагапшинский был намного круче, чем он, и чтобы Сагапшинского заластали, якобы дали наводку и дали им вместе сбежать,
То есть вот такую ерунду сейчас раскручивать. И это, я тебе скажу честно, ты можешь смеяться, я знаю, что это настолько чушь. Валлахи, ты не поверишь. Причем это говорят абсолютно серьезные взрослые люди, которые пишут истории. Они мне писали, скидывали сводки, говорили, что он не делал нападение на банки, что это делали другие его сверстники, а он был лишь там третьей задвинутой фигурой. И начали, само собой, ты понимаешь, да, обратный эффект этого вопроса, кто пишет, с какой стороны пишут. Или прикидываются, что это ингуши, или это реально те, которые норвийцы, они пишут. Они начали катить, ну, понятно, если бы это сказал Руслан Туртанов, понимаешь? Там бы уже все ха-ха поймали бы, оставили. Но здесь начали говорить типа того, что он реально, во-первых, что он не национальный герой, что он бандит, что он убивал ради денег, что он специально сотрудник НКВД, что его сын, если бы он не был сотрудником НКВД, что его сын бы не был бы сотрудником НКВД. И вот это все, я это многие не публикую, валлахи. И пошла эта волна, и само собой, тогда раз сочиняют такие небылицы, Жамле, начали говорить о том, что эти сдали его, те сдали, и так далее, и тому подобное. Вот это просто-напросто рефлекс и обратный эффект вот этого домино, чтобы ты знал. А еще сейчас очень сильно раскручивается эта тема о том, что он не был героем, что это разработка НКВД. Слушай, они говорят, это разработка НКВД, специальная работа, чтобы вот выявить вот этих всех членов чтобы их выявить, чтобы их наказать и вот такого образа. А и чеченцев никогда в жизни, что нет. Здесь официально до этой системы, до этой пограничной темы 2018 года, все знали, что была кровная месть, а единственное, среди чеченцев была своя тема, там, что якобы сдали его чеченцы, не сдали. Но у меня сейчас есть последние документы, причем пофамильно, кроме тех людей, которые работали на них, пофамильно написано, что его сдали, кто был, кто кого не было. Сейчас уже они начали, знаешь, что делать? Зелем. Я видел, я видел видеоролик, где они показывают труп лежащего Зелимхана с этими офицерами. Они начали говорить, что это фотошоп, что на самом деле этого фотографии это нет в архивах нигде. Там сейчас такие вещи идут. Я даже уже саму автобиографию Зелимхана начал забывать. Валлахи, начал. Мне буквально 3 дня тому назад прислали и говорят, кто такие Кукархой. То есть, кто такие Кукарханы. А Галгай Биш, Басу, Хат-Тахат. Мне пишут это. И целцам борьба с Галгай. Насколько я знаю. И то, что они были непосредственно, Зелимхана приютили, вот эту ситуацию. Я то, что знаю, я рассказал, как есть. Я говорю, они были всегда. Все, короче. То ли хотели какую-то провокацию со мной провернуть, то ли, я не знаю, для чего они это сделали. Но никто не отрицает, что семья Зелимхана скрывалась там, что после этого там были какие-то репрессии, наказания. Да, там есть свои подводные течения, то, что доклады писали. Но по этим докладам, если судить, честно сказать, я просто-напросто не хочу сейчас... Я изучал документы по Зелимхану. Там еще копируются документы по моему заказу. Там что было? Раньше было за честь, неважно, осетин, ингур, чеченец, было за честь доносить. И за этот донос они получали деньги. Вот, допустим, сегодня Зелимхан был в одном селе, 5, 6, 7, 10 человек доносят, пишут, что он был здесь. Там кто-то был еще там на селе, 5-10 человек доносят, что он был где-то здесь. С момент. Я это все копирую, а потом тебе предоставлю документы, там никаких проблем нет. С момента. Сначала момент по поводу Сагапшинского. Сагапшинского убили по доносу 2 русских, мужа и жены. Марис, если я это дело читал. Причина ареста, якобы он украл там скот, чудовище, арестовать, я вчера. И то, что он сам якобы сдался, это неправда, что ли? Блин. Я почему, Джамла, я тебе почему говорю?
чтобы там то, что я вот читал официально, официально был, документы я не видел, но то, что мне скидывали, я тебе, чтобы ты, может, ты не в теме, или может, ты мне объясни, может, я ошибаюсь. Мне сказали так, что он сдался, чтобы его соратников как бы не наказали, не сожгли то ли село, то ли соратников. И Да. только при условии того, он сдался при условии того, что его не повесят, а расстреляют. И после того, как он сдался, якобы, что все равно его обманули и вместо расстрела его повесили. Вот так мне рассказали. Я Но про это не знаю. Я про уголовное дело говорю. Ты же говоришь, что якобы Залимхан донес на Сагапшинского. Говоря. ну да, нет, я поэтому говорю, по Сагапшинскому, я просто вот сейчас ты говоришь, и вот по этому донесению это и Замлаем мы потеряли. Да нет, какой 10 Нохчи не убили, я не говорил про Нохчи. Да нет, я вообще не имел в виду Нохчи в виду. Послушайте, я не утверждаю, я говорю версия о том, что он сдался сам, и не больше. Талец он мерз Башлам. Его кумир Башлам. Можно вопрос, почему ингуши свои все не считают карабулаков своим народом? Ага. Это, это у тебя явно, это не у меня. Айфон меня подвел. Мали айфон. Короче, смотри, в уголовном деле про Зелимхана вообще ничего нет, именно Сагапшинского. Это уголовное дело у меня есть, я окупал его в Российском государственном военно-историческом архиве. Значит, Тамаза, по поводу Зелимхана, как он может быть сотрудником НКВД, если его убили в царский период? Ну, вопросов очень Ну, много, поэтому я никого... имеется в виду, там, знаешь, нет, пойми, сейчас не в этом, имеется в виду, наследницей НКВД же была царская охранка, там имеется в виду это непосредственно, переходный период моей ячейки. Я официально заявляю, что Зелимхан никакого отношения не имеет. Нет, ты знаешь, очень много документов я изучаю, к сожалению, я их вынужден буду опубликовать на НЛЧ. Там, да, участвовали вот этом, ну, говоря современным языком, спецоперации по ликвидации или аресту Зелимхана, в том числе ингушские царские чиновники. Я не отрицаю, документы есть, я скоро опубликую. Не всем понравится, но надо, и может быть, и Нохчи не понравится, и ингушам не понравится, но я всегда публикую то, что есть, и в данном случае в ближайшее время документы обнародую. Вот. Именно потому... То есть официальная версия, что его убил кровник Кибиров, это неправда, по-твоему? По поводу версии, кто его убил, документы тоже есть. Есть такая книга, Зелимхан называется, или я сейчас не помню название книги, Харуев написал, это осетинский писатель Харуев. Там он ссылку делает на на архивный документ и говорит, кто убил Зелимхана. Ну, там тот же человек, который, ну, он полный георгиевский кавалер, чеченский офицер, там на букву Б фамилия и так далее. Букву Б я знаю, о чем ты говоришь. Да, там условия из 20 пунктов, если я не ошибаюсь, или 15 пунктов, я сейчас не помню. Документы официально есть, никаких проблем нет. Я тебе тоже со ссылкой предоставлю все, что у меня есть по Зелимхану. Там 2000 листов я заказал, по нему я тебе все предоставлю. Оштхо, нахчо, я признаю все книги, где я все читаю, где я везде делаю ссылки.
нет вопроса, хотим мы, не хотим. Я со всеми работаю, со всеми источниками работаю. Вот. Это важно. Дольше да архивный документ. Документы. А? Слушай, Нахчи, Ченхой, я не был, когда эту присягу подписывали. Ты ко мне, ты почему мне эти вопросы задаешь? Джалай, хочу валать, хатер ждаться. Это твои подписчики пришли с тобой. У меня такого не было, так что не надо писать вот этого сейчас всего. Ты зашел, сам привел их. На моей платформе соцсети Башлам, пусть тебе скинет этот документ. Он сказал, что скинет. Он сказал, что скинет. Какой документ? Я все документы Башлам отдам, ничего не скрываю. Все, что есть по Зелимхану, все отдам. Точно теперь сейчас тебе припишут все, что можно есть. Хадай Тарду Аль-Хаусер дуется документ. Посмотрим. Почему ингуши? Я не был. Какая присяга? В 1770 году никакой присяги не было. В 1810 году было что-то, но я там не участвовал, я не был у этого. Я не современник того периода, да? Документ, я не знаю, что тебе сказать по этому вопросу. Джамлай, донат, садал, да, вот они меня провоцируют. Ну, Хамад, ничего страшного, да. Ты Джамлай, садвити шайдел да швита. Там я это стагу и Джамлай вообще там среди них нет точного. Авал, я сейчас нахожусь вообще в другом государстве, перевести физически я не смогу. А вот дело, сейчас мне еще как иностранного агента записывать не надо. Вот дело. Все, Джамаль, ты как эмигрант, тебе сейчас начнут говорить. У тебя же есть учеба. Хочется знать. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот я знаю, что среди людей, которые подписали документ 810 года, есть представители моей фамилии. Есть там представители. Но я не участвовал в этом процессе. Документ, я не знаю, кто этот документ даже составил. Резван, нет, не дошел, братан. Сегодня тот задонатил 4 человека, я сказал, кто. Уголовные дела он знает, а про присягу он не знает. Послушайте, давайте так, послушайте. Во-первых, он зашел ко мне в эфир туда. Он, во-первых, если вы хотите узнать про присягу, про это есть написанная присяга или договор. Об этом есть написана официальная книга «История Ингушетии». Зайдите, почитайте, узнайте. Там все это на официальном уровне. Никто этого не скрывает. А 2000 вопрос, там есть какие-то непосредственно острые темы, которые мы ищем и пытаемся добраться. Вы вот сейчас вот задавать эти вопросы, присяги, не присяги, вообще смысл яшнуцы. Присягнули они, не присягнули, это их личное дело. Еще раз вам повторюсь. 10 фамилий, 7 фамилий, это абсолютно разница, шумдас, хису, шумадацу. Ты слушал дочь Зелимхана, кто она, как она рассказывает, тебя спрашивает Джамлай. Ну вот про Зелимхана, если вы задаете, это другой вопрос. Запись, аудиозапись слушал ты Зелимхана? Я смотрел эту запись, кажется, мне ее переводили, если я не ошибаюсь. Я даже... Это в 2020-2021 году было. Я сейчас не помню, что там было. Башлам, ты его защищаешь, потому что он донат скинул? Да не скидывал он донат. Когда-то мы вот так пошутили и все. Я ему камень подарил, поэтому он меня защищает. Давай, только, братан, напомни, куда ты ее поставил, что-то... Что-то я ее не видел вообще. Старая запись. Да, Варсфановчу, абсолютно верно. В этой записи, конечно, очень много интересного она рассказывает. Я ее прослушал полностью. Я понимаю чеченский язык, бытовой чеченский. Литературно чеченский я не понимаю, поэтому мне нужен переводчик дословно, чтобы перевел то, что она говорит. Нет, там, Милора, Зелем, там, я тебе сразу говорю, Зелем, там от официальной версии, там от официальной версии вообще ничего
Вообще не совпадает полностью. Зелимхана, версия дочки Зелимхана, она полностью отрицает, опровергает официально эту версию. А то, что касается о том, что Борщиков, что участвовал в этом офицер, то, что там и так далее, многие версии, которые были об убийстве его отца, там совсем другая версия у них. Как все это происходило, как они уходили, кто их, ну, как говорят, предавал, где, сколько они жили. Щадыш, там она... Хорошо, тогда откуда эти документы, если это неправда? Не, я не говорю, что тебе неправда. Я тебе говорю, это земля и небо отличается. Ну, очень просто. Допустим, я вот как бы так сделать, чтобы не называть фамилии-то, а? Есть определенные люди, которых считают люди, они в истории записаны как герои, но они являются, как тебе сказать, антигероями. И в нашей истории, и в вашей истории. То есть для определенной политической системы они являются героями. Допустим, чтобы было тебе понятно, во время царской России Зелимхан, те, кто его поддерживает, те, кто с ним был вместе, они являются преступниками, убийцами и головорезами. По всем документам, я прошу заметить. Я себе поэтому говорю, привлекали религиозных деятелей, чтобы они помогали, оказывали содействие в аресте Зелимхана. Вот. А после, непосредственно, во время советской власти, то есть когда уже пришла советская власть, то есть большевики были у власти, Зелимхан Карачаевский стал героем. Вот как раз таки вот этим кавказским Робин Гудом, который уничтожал царских жандармов, понимаешь, на Кавказе, и он стал героем. Это зависит от политической системы. Какая система придет, тогда он становится... Тут вопрос не идет о том, что как сам народ его чувствовал. То есть не как люди к нему относились, а как непосредственно к нему. Потому что и на тот период есть жесткие условия, которые ставит царская Россия, и ты знаешь это по документам, что если вы будете его скрывать или укрывать, или не сдадите его, какие условия ставились как чеченцам, так и некоторым ингушским семьям, которые скрывали Зелимхана. Ты же знаешь об этих документах, да? Это все есть. Ну вот я же тебе об этом и говорю. Поэтому ты говорил, ты мне задал вопрос, сказал, эти документы. Я не отрицаю документы. Документы есть. И написали их. И зафиксировали. Допустим, главные два человека, последние два человека, которые сдали окончательное место укрытия Зелимхана, их нашел их собственный сын его, Умар. И как нашли есть, и где нашли есть. Ну, об этом описывается. Он нашел их через определенное время по периоду, по дате смерти его отца. Дело в том, что... Джамла, хэшла? Да, я слушаю. Слушаю. Я просто зависло этот. Я слушаю. Нормально. Нормально? На тот период по земельному кадастровый список был. В этих документах указывается, по Зелимхане указывалось, что те люди, которые работали, получили вознаграждение. Я тебе говорю, в этих пунктах эти вознаграждения указаны. Вот. Так вот, но там говорится как, в самих документах фамилии были скрыты. То есть нет фамилии там указывается. Вообще нет фамилии. Но он по кадастрово, он на тот период, когда убили его, узнал, какие 200 семей получили земельный надел, вычислил их и тем самым, говорит, отомстил за смерть своего отца. То есть сын Зелимхана. Я не о Зелимхане веду. Понимаешь? И там, вот сейчас в последней газете, которая
1800, нет, 1900, 913, кажется, если он сейчас сохранилось. Официальные документы сейчас Сихмалло, Джамла, сейчас я постараюсь. У меня есть. Они у меня есть. Хочу, когда ты выйдешь, сейчас в эфире я показать не могу его, потом я как выйдешь, я покажу этот документ прямо в прямом эфире. Там записано, кто доносил, сколько доносили, пофамильно, и причем в скобках указывает национальность. Были ли они или не были. Вот эту тему по Борщиговым или Борщиговым, которые были царскими офицерами, эту тему, об этой теме написали несколько человек книги в Чеченской Республике. Смотри, Если ты об этом говоришь. помимо этого, вот книга Харуева, если я не ошибаюсь, есть в книжном магазине в Доме печати. Харуева, вот, про Зелимхана. Я специально смотрел на шифр архивного документа, на который он ссылается. Я этот архивный документ поднял, этот документ, документ существует, я его видел сам. Конечно, он должен, нет. Так-то это обвинять и делать никто не посмотрит. Лучше доверь, Мадуи все равно. Что я не сторонник. В этом плане, Джамлай, если в этом плане, ну смотри, вот эта книга, которую я показывал, вот эта книга, ты же знаком с ней? Чечня и чеченцы. Я не листал ее. Но смотри, это Берже, это Акаки. Все Акаки упоминаются здесь. То есть по этим документам, а это первый Берже, один из самых сильнейших. То есть я не говорю, что он хорошо написал о нас. Ни в коем случае, нет. Он нас, как и считал, дикарями, варварами, всех нас вместе взятых. Он так и считает. Но по архивным документам, вообще все архивные, один из первых самых сильных историков, считается Адольф Берже. Так вот, по его архивным документам, все, что если перечислять, как говорится, архивный документ, он вообще говорит, что не существует отдельных народов. Он говорит, есть один народ, нет чеченцев, ингушей, а есть только один народ. И он перечисляет всех подряд. Тоже архивные документы. Но я про что сейчас говорю? Что да, зафиксировано этот момент в документах есть, но было ли это на самом деле, это очень сложно. Как ты говоришь сегодня, вот если сегодня тебе конкретно начинают говорить о фамилии Маюцу, договорю, но извини меня, а фамилия это этой же фамилии на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 1000 людей проживает там. Правильно? Правильно. Разве один из них может отвечать за всех остальных? Сакмал Халтарло, вож архивный сотрудник Халтарло, вож милиционер Халтарло, вож вообще дома работает хлебарем, пекарем, я сама слаба. Третий бизнесмен, мы не можем отвечать это. Просто сама система и ценности вот этих фамильных ценностей, которые введена в 19 веке и в Ингушетии, и в Чечне, оно все поменяло. На самом деле у нас этого не было никогда. Вот этих фамильных тем у нас не было. У нас конкретно, ты знаешь, что вот эта система, которую то, что мы называем своих отцов, эта система, это дофамильная система. То есть, ну, да. раньше не было такого, не было такого. Ты говорил, что Маслафасом, у вас, я не знаю, у нас говорили, у вас как говорили, я не знаю. Допустим, и перечислял своих отцов. Вот так была, вот династия шла, понимаешь? Не было Хамхоевых, Чимаевых не было, там других не было. Называл своих отцов и свое древо называл. И тогда люди, не было фамильных этих, как сегодня, При царской России они не догоняли эту систему и вели ее. И после этого мы начали заниматься фамильярностью. Ага. Вот там уже только дед, если я не ошибаюсь, или прадед носит фамилию этого человека.
Там же дальше идут имена, там нету фамилии вообще. От Дауда произошла фамилия. Да. Вот. Да поэтому говорю, просто вот эта вот фамилия, я сам не сторонник этих фамилий, Баудер Хандизи. Вот то, что раньше было, Да, да. и как бы, вот я читал много книг и сам занимаюсь генеалогией, по крайней мере, раньше, если имена семи отцов не знал, за тебя девушку не выдавали. Вот самый Ну идеальный вариант. смотри, сегодня как не выглядело, Джон Май. Многие могут, конечно, сегодня относиться скептически к этому. В Великобритании и в Шотландии, в том числе, и в Ирландии, это генеалогическое древо, то есть самые династийные аристократы до сих пор называют, что это такой-то род произошел от этого, от этого. То есть они до сих пор соблюдают это. И никто не смеется, англичан не смеется, никто не смеется с других. А нашим дуракам, когда ты начинаешь эти темы говорить, рассказывать... Посмотрим, у меня один проект есть, если у нас, к сожалению, не поддержали меня с этим проектом, что-то нашим это не интересно. Да не поддерживай, поверь мне. Любое возвращение к своим корням, оно очень сильно негативно отображается в ушах и глазах нашего народа, к сожалению, Джамал. То есть ты возвращаться к каким-то консервативным старым традициям даже никто не хочет. Болтают, разговоры ведут. А с Но чем когда это на связано? деле говоришь, а было бы правильно, если бы мы вернулись вот к этим вопросам, традиционным вопросам, что вот к ним будут придерживаться. Люди любят кайфовать, понимаешь? Кайф есть на хан, когда дальше это уж. Потому что вот я с многими, с нашими подписчиками говорил, вот мы возьмем бренд чеченцы. Бренд чеченца сегодня известен во всем мире. Без преувеличения. Дело не в пиаре и не в пафосе. Понимаешь, это реально так. Но я когда говорю, вот зачем вот этот ярлык нам нужен, если у нас есть там, допустим, определенное название, давайте исконно вернемся к своему названию. Оставим то, что пришел какой-то Ваня, Петя и дал тебе на лоб приклеил другой ярлык. И когда говоришь, это в 95 не понимают теперь. Они говорят, не, теперь это уже осталось за нами, давай оставим, это уже раскручено, это уже вот так вот люди живут. Ну, а раньше за это бы, конечно, и этот же Берже, и Дель Поццо, и остальные российские историки того периода, даже Дубровин, который писал намного позже всех остальных, то есть вот в второй половине 19 века уже писал. Даже он, когда описывает, он говорит, что на тот период старейшины этих или общества, такие-то, такие там чеченские общества, не любили, когда их называют, и оно для них это название. Они сами себя никогда так не называли. Они могли себя называть или Ламур, или так далее, но уж точно не называли ни чеченцами, ни ингушами, ни ангушами или кем-либо другим. То есть, когда ты сегодня говоришь об этих вещах, многие люди очень неадекватно относятся к этому вопросу, к сожалению. Ясно. Да где Башлам? Солохаш? Ладно, давай, жду твои документы, скидывай, если что, на связи. Давай. Давай. Так, друзья, давайте сейчас я запись послушаем, которую нам прислали наши братья-лезгины. Меня хорошо слышно? Кто-нибудь напишите, слышно хорошо или нет, прежде чем я включу запись. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сейчас кто-нибудь ответит, надеюсь. Ибрахим, если есть вопросы с Ютуба. Да, хорошо.
слышно. Баркалдерес хил арби. Ну, давайте послушаем, что же говорят лезгины. Если вам не будет слышно, дайте мне знать. У нас у лезгинов есть как языковых групп, как сказать, да, самойские, кубинские, тюменские, 3 группы. И у нас какой-то есть, например, я ахтынский лезгин, да, самойского округа, ахтынцы. Мы себя называем ахтынцы. Так скажем. У нас язык отличается, так сказать, каждый район, каждое село, можно сказать, отличается своим языком. Поэтому именно лезгины, вот всех лезгинов не можно сказать, что все они разговаривают одним языком, как чеченцы. Нет, у нас по-разному. Вот в одном Ахтынском районе соседние села, вот рядом села есть, у них язык вообще там другой язык. Когда они между собой разговаривают, мы вообще не понимаем, что они говорят. И как же ахтынцы, когда мы до ахтынцы, когда начинаем разговаривать на своем, так быстро, а другие люди не понимают. Как вас называли, например, надо посмотреть на их диалекты. Куравские лезгины как вас называли, сельские как называли, дагуспаринские как называли, ахтынские как называли, Сельмастарский как называли, Награмтенский как называли. Вот у них каждый отдельный это есть, название есть. Например, ахтынские, вот наши говорят, нохчар говорят. Не нохчи, а нохчар, это множество, да? Нохчар, то есть чеченцы. Мы знаем, нохчар это говорят на наши. Ну и сейчас это не говорят так, потому что уже чеченец говорят, чеченар говорят. Чеченар это множество. Или ингуш говорят. Ну, на русском уже начинают другие места. А лакшам раньше говорили юхула, а сейчас лакш говорят. Кто скажет юхула? Если я скажу юхула, никто не поймет. Потом аварца, сейчас если кто спросит, кто по-нашему, вот на лезгинском, он же аварец скажет, на русском скажет. А мы на русском, аварцам, на горло говорим. Поэтому, иншаллах, я постараюсь найти. Надеюсь, услышали все. Эта запись, которую прислали, это один из ученых, тоже исламских ученых, лезгин, который прислал данную запись. Конечно, мы бы хотели бы и записать, но видео с этим человеком. Но дело в том, что этот человек занимается, он историк, он занимается непосредственно и историей, и религией. Он, так сказать, не пожелал показывать свое лицо, то есть он не хочет в силу своего возраста, преклонный, более взрослый человек, и он рассказывает о том, что называют именно их несколько из перечисленных, услышали, то ли 7, то ли 9 диалектов у лезгин, или наречий диалектов, я не знаю, как правильно будет сказать, но факт остается фактом, что они говорят, у нас называют именно у ахтынских лезгин, называют нахчар, то есть их назвали в древности, то есть назвали именно наш народ нахчар. Не нахчи, а нахчар. Вот. А в дальнейшем, уже современном, уже называют непосредственно чеченлар. Ну, ингушлар, чеченлар и так далее и тому подобное. Я это к чему? Мы публиковали видео, запись еще одного лезгина, который говорил, что чеченцев они называют нахи. Вы это видео видели. Когда мы это публиковали, мне начали там многие писать, вот это неправда, вот они от себя. Уважаемые друзья, мне нету никакого смысла ни врать, ни создавать и так далее и тому подобное. Лезгины являются автохтонным народом, один из древнейших народов на Кавказе. И мне важно было узнать, как в древности его называют. И точно так же он указывает четко и говорит, что лезгин, аварцев они называли маарулал. То есть
тут нету как название и другое название лаксов, которые они давали. Сейчас они говорят, все изменилось, сейчас современное название меняется. Точно так же и у аварцев, у Сюли, если когда-то называли нас там буртиналами, а потом начали называть непосредственно современные Сюли, начали называть там чеченлар и так далее. Чем больше мы работаем, чем больше мы пашем над этим, увлекаемся, я думаю, что у нас появляется все больше и больше моментов, исторических моментов, которые нужно зафиксировать, которые для нас важны. Вот. А все остальные склоки и разговоры о том, что кого-то ненавидят, кого-то здесь ущемляют или где-то задевают, да нету даже помысла. Валая нет. Мы занимаемся, как говорится, своей историей и будем дальше. К следующему материалу я уже буду по документам вас, точнее, как мы раньше делали, мифы, легенды, карты и так далее, показ. Документ, который я вам обещал. Лезгины хорошие люди, я с ними дружил, они чеченцев считают братьями. Да. Ибрahim, если в Ютубе сколько человек у нас? Есть ли желающие вопросы или что-либо? Скажи мне, если есть, чтобы мы могли уже непосредственно... Так. Этим людям дать возможность... Так, сейчас. Я хотел показать документ. Куда он делся? Момент. Так, хотя это будет незаметно. Так, как же убирали комментарии здесь, чтобы вы могли... Уже давно я... Как у нас убирали из комментариев, скажите мне. Не то. Блин. Ну да, комментарий. Так должен Гучер. 63, да? Ну, смотрите, прочитайте вот в красной клетке, что написано. Вскоре Кибиров вступает в сношение с... Я не вижу. Я не знаю, как. Ну да, я а? Трое точки наверху. Ага. Выключить вопросы. Выключить комментарий. Все. Дерес. Вот смотрите, документ. Как говорил Джамалаев, вскоре Кибиров вступает в сношение с агентом, здесь четко указано, не чеченцем, который назвал доверие, который в сношении с агентом не чеченцем, который вызывал доверие дачей правильных сведений, еще передал нападением на Керкенском на Керкенский, или как написано, Керкенском перевал. Затем появился и второй агент, также не чеченец. Это всего лишь один из документов. Точно так же есть документов. Сейчас, подождите. Выбрать другой объект. Собор делаешь. Этот документ, чтобы было ясно, это донесение, когда Зелимхана Харачоевского убивали. Это документы. Вот это официальная газета. То есть меня
не надо увеличивать, там 1900, то есть посмотрите документ, в этом Кавказ называется документ, в этих официальных документах изложена полная версия убийства Зелимхана Харачоевского, кто и кем, кому сдавал и кто сдавал. Эту статью мы обязательно сделаем и напечатаем. Так что прекратить публикацию. Нажать. Включить коммент. ДРСХ, Амран. Я уже и забыл. Здесь, конечно же, все документы мы покажем и докажем, где можно будет, на что можно будет ссылаться. Так что у нас тоже есть документы. И что. Ибрагим, есть вопросы, которые с непосредственно с Ютуба? Обычно очень много вопросов бывало. Что-то вы совсем пропали. Надо оживить конкретно нашу дискуссию. Надо опубликовать документы и дальше. Но в рамках не того, что мы кого-то или что-то хотим принизить или оскорбить, а просто хотим достучаться до истины. Истина превыше всего. Башлам. Аваршах. Жайхуай. Цаул. Сюли ол. Все документы. Да. Сюли общее название. Жайхуай олш дусара, да, есть. Но если я правильно понимаю, Нахшмахку, Жайхуа олш это, видать, определенное диалект, говор или наречие определенных только людей. То есть не все так говорили. Получается так. Общее название всегда, которое было всего народа, это сюль. А жайхуа это уже другие давали. Допустим, насчет казахов то же самое. Казахов по-разному называют. Когда я не спрашивал, кого бы я не спрашивал, как на нашем родном языке называют казахов, это тех, которых имеется в Казахстане. Не казаков, а казахов. Их у нас тоже называют 2-3, ну, по крайней мере, 2 версии разные, это однозначно. Поэтому, что касается названия, если у нас есть еще какие-то, но это название непосредственно, Нахшмахку я слышал. Ахмада Сульманова я прочел это. У него я видел. Так, есть такое написано. Задавайте вопросы.
когда я публикую тексты, когда я публикую посты, всегда находится огромное количество, особенно в Ютубе, которые начинают там умничать, писать цитаты, скидывать вот такие вот вопросы. Я один раз, конечно же, взял за привычку, даже не за привычку, а начал отвечать на вопросы, которые задавались в Ютубе. Это было, конечно, прикольно. Там можно отвечать очень долго. И, ну, боюсь, что, конечно, конкретно оскорбления, очень маты, которые там есть, не украшают этих людей. Сразу понятно будет, что там больше будет вырасти негатив к определенным нашим э, соседям, братьям. Поэтому эту практику отвечать на вопросы в Ютубе я прекратил. Но я всегда призывал и говорил всем, чтобы они приходили в эфир. Если хотят, давайте в Ютубе приходите в эфир. Если хотят, давайте в Инстаграм. Я, честно сказать, был только за то, чтобы всегда была площадка, на которой мы можем обсуждать и говорить. Я вот сейчас буквально столкнулся, видел некоторые программы по так называемым, по войнахам и так далее. Башлам, что думаешь про Ибрагима Алироева? Правду ли он сказал про этноним Нахчи? Ela um bode diz lá. Ибрагим Алироева, что он сказал про Нахчи, я не читал, не видел. Если ты напишешь коротко, о чем идет вопрос, речь, я тебе скажу свое мнение по этому вопросу. Что касается термина Нахчи, я читал разные версии, смотрел разные версии. И скажу честно, что одна настолько, в основном, этот термин, этноним передают просто лингвистам, они делят на две части одно слово, как и нахчиматяне и так далее и тому подобное. Нахчиматянг разбивают нах, они делятся на название народа, народ человек, местность, то есть народ этой местности или народ этого места, чуе. Когда следующий эфир. Следующий эфир Иба. Следующий эфир, я надеюсь, что будет в пятницу. Обязательно. И я постараюсь, по крайней мере. У меня обычно эфиры проходят благодаря поддержке моих подписчиков. Когда есть поддержка, я чаще делаю. Когда меньше ее, приходится и тоже, потому что, ну, к сожалению, пока есть такая зависимость, проблема есть, как говорится, когда так. Потом еще был вопрос, потому что мне начали задавать вопрос. Как раз здесь сейчас я увидел, написано Умалт. Алейкум ассалам. Ко мне в эфир заходил Умалт и его друг или однокурсник, кажется, если однокурсник или односельчанин говорил Умалт. И некий фамилия Евлоев, кажется. Сейчас я вспомнил вопрос, о котором я хотел.
Так вот, что я хотел сказать. Был некий, кажется, Илоев его фамилия была, если я не ошибаюсь. Сейчас умол, наверное, если зайдет опять, напомнит мне его фамилию. Был представитель, это было года 3 или 4 тому назад, если я не ошибаюсь. 4, кажется. Тайпан его. Да. Да, он Тайпан его. Абсолютно верно. Так вот, эта девушка упрекает меня, говорит, что якобы я хотел его подвести к тому, чтобы он сказал, что чеченец, а он меня обломал и сказал, что он ингуш. Эта девушка пишет мне по ролику, который вырезан, буквально из общего контекста. Всех, кто смотрит меня опять, чтобы было понятно. Уважаемые друзья, я никогда в жизни никого не заставлял и не подводил к тому, чтобы он назвался себя моим народом представителем. Быть представителем моего народа – это честь и гордость. И я никогда никого насильно не призывал и не призываю становиться чеченцем или нокчем. Во-первых, вопрос задал непосредственно гость эфира. Во-вторых, или же гость, или вот как я сейчас зачитываю ваши фамилии, Умалатов, абсолютно верно. А во время эфира я или зачитываю вопросы, отвечая на них, или же кто-нибудь зайдет в гости, допустим, Джамалай сам читал вопросы и сам отвечал на них, да? И я зачитал им, и не больше. Я никогда ни одного человека не заставлял и не заставляю. Вот Умалт, мой однокурсник. Мы учились вместе с ним на историческом факультете. Достойный сын своего народа. Он нохчу. Он из Тухума Орстхой. Из Тайпацьечой. Я его должен заставлять, чтобы он сказал, что он нохчу или чеченец. Скажи, босса, Багуп даться. Он сам сказал и всегда выявлял четко свое мнение по этому вопросу. Во время студенческих лет мы никогда даже не задумывались и не говорили на эту тему. Никогда. Пока не появилась вот это сейчас, вот, как говорится, вот эта тема. Поэтому у меня не было надобности кого-либо призывать или заставлять говорить. Ему задали вопросы, он высказал свое мнение. Это было сугубо его личное мнение. Что было дальше, знаю я и те ребята, которые непосредственно были с этой темой знакомы. Еще раз повторюсь, ни его, ни кого-либо, пару лет как в модус это все вошло. Абсолютно верно. Я не заставлял. Это ответ этому. Шелковской район взамен пригородного придумано самими ингушами, чтобы хоть как-то обосновать свои претензии на земли бывшего Сунжинского округа, присоединенного к Чеченской в 1929 году. Но об этом я говорил. Алейкум ассалам, урус. Об этом я говорил и говорю, и сказал это то же самое. Вы видели, вы слышали непосредственно человек под ником, который ведет блог Белгай, задавал вопросы, на которых первый был «считайте братьями» и так далее и тому подобное, а потом задал вопрос по шариату: считаешь ли ты ее своей землей? Вопрос по шариату, вопрос по истории, это, конечно, интересный вопрос. По шариату, если мне сегодня шариат спросит и скажет: можешь ты поклясться и сказать, что ночью Аллах, что это один народ, я могу поклясться. Вот именно, что я могу поклясться, что это один народ. И я глубоко в это верю. Я не насаждаю, не говорю. Да,
были одним народом. Были. Сегодня никто не имеет права насильно заставлять, чтобы кто-то изменился или кто-то изменил свое мнение о том, кем он себя чувствует. Пожалуйста. Но я прошу не забывать только об одном. Если ты хочешь, чтобы вы были отдельным народом, занимайся этим у себя в республике, у себя дома. Но не забывай и не лезь ко мне, мой дом, мою родину, моим братьям, сестрам, и не говори им, что они якобы являются там другой национальностью, нашей или вашей. Ибо если так посудить, у тебя у самого, у себя дома есть непосредственно эти проблемы. Посмотри, так ли это или нет. Потому что я знаю, что это так. Есть ли эти проблемы у нас, болезнь, вот эта микроболезнь, которая называется комплекс, или не знаю, высокомерие, когда начинают определенные тейпы говорить, тхоценде, тхоцанах, эцарах даст, укарах даст, хардуй, вождуй, и так далее. И тому подобное. Но факт остается фактом. Сегодня достаточно в современном мире, в республиках, и интернет это показывает, достаточно моментов, где мы четко указываем, показываем сами своим невежеством, как наши мужчины женятся на африканках, азиатках и так далее и тому подобное. Сами это распространяем, сами это показываем, гордимся этим и так далее и тому подобное. Завтра ваш потомок начинает говорить, и идут, то мы только за своих выходим, и только своих берем. Это все является ложью и профанацией. Чем больше становится народ, тем труднее его контролировать. Еще раз повторюсь, если бы ночью народ состоял бы из 5 тейпов, ну, грубо говоря, или 7 тейпов, чисто 7 тейпов, тогда бы мы говорили тоже, нас 99% J2 или J1, примерно я говорю. Мы бы говорили, мы чистокровны, у нас нету примесей, у нас нету этого, того. Если тебя 2 человека, ты и твоя жена, конечно, ты можешь такие вещи говорить. Но ты и твоя жена — это не народ. Это не этнос. Еще раз повторюсь, общий народ и этнос фактически, хоть и считают, что некоторые там скептически относятся, что мы там переходим с определенного класса на другой, но он сложился. У нас великолепный, как говорится, богатый язык, 7 диалектов, 10 наречий, говоров. Это великолепно. У нас 95% чисто новчий тейпы. 95%. И лишь 5%, которых мы приняли, которые получили так называемое политическое убежище, которому дали покровительство и так далее и тому подобное. Поэтому мы можем перечислять очень много позитивных моментов, которые мы уже давно перешли, то есть, как говорится, изначального становления той реальности, которая сегодня есть. Это не говорит о том, что у нас нету проблем, это не говорит о том, что у нас все хорошо. Нет, конечно. Проблемы были, будут и есть. Такова жизнь. Без них никак нельзя. Но знать свою историю, изучать ее и противодействовать всему тому,
чтобы не допустить больше в дальнейшем и кровопролития, и разделения, и чтобы мы могли своих детей воспитать достойно, чтобы традиции и культуру своего народа соблюдали, чтобы мы могли всегда быть начеку и не позволять этим моментам случиться. Мы со всеми можем жить в мире согласия, мы со всеми можем дружить, у нас, как говорится, все будет великолепно. Но мы можем прожить без лишнего пафоса, без лишнего деления и выеживания. Вот эти понты, когда мы начинаем чересчур, у нас там будет тот вопрос даже и по ковчегу, по остальным вопросам. Мы порой сами себе больше вредим, нежели чем помогаем. Понимаете? Это нужно знать и это нужно понимать. Никто не утверждает и никто не говорит, что все хорошо будет и что мы, грубо говоря, исправим все. Но надо понимать в этом. Понимать, что мы сами кузнецы своего счастья. Башлам, кого ты поддерживаешь в Чечне в годы гражданской войны? Ибрагима Чуликова, Эрисхан Алиев, Белая армия, Шарипова, Красная армия, Иналук Арсенакаев, Эмират, это почему? Проблема в том, что я боюсь, что тебе не понравится мой ответ. На тот период я бы полностью поддержал Асламбека Шарипова. Асламбека Шарипова, Майрбека Шарипова. Как ни странно, я бы поддержал их. Дело в том, что, как бы вам это пояснить, многие могут это не понять, но когда меняется государственное устройство в большой супердержаве, допустим, да, как Российская империя, одна из величественных государств, которая существовала на тот период. Если ты занимаешь позицию слабых, немощных, то будь готов к тому, что ты понесешь большие убытки. Вот. Иналук Арсунакаев, Тапа Чермоев, это были представители, хотя, почему, не знаю, ты написал Тапа Чермоева как независимого, хотя он являлся царским офицером, имеется в виду, звания все получил от них, он представлял интеллигенцию Российской империи, не знаю, Иналук Арсунакаев, да, но его тоже убили позже. Тапа Чермоев умер в эмиграции, был таким неоднозначной личностью. Белая гвардия, белогвардейцев можно назвать Чермоевых, потому что они тоже придерживались этой власти. Да, конечно, я не имею в виду, что конкретно в данной ситуации, что они полностью поддерживали Деникина, но это и была политика Белой гвардии, это и была сторона царской России. Вот. Асламбека Шарипова, потому что, я не знаю, знаете, почему я выбрал бы? Потому что все-таки, понимая на тот период, я бы подумал, что это другое государственное устройство, нежели чем то, что в течение 20 лет воевала против моих предков. Наверное, исходя из этого, я бы сказал. Асламбек Шарипов, Майрбек Шарипов, они были реформаторами. То есть они хотели что-то новое. Я еще раз повторюсь. Асламбек Шарипов
хоть и герой советского, как бы, понимания советского периода, он был достойным сыном своего народа и болел, переживал за него, пытался сделать, изменить. Другое дело, что Советы просто многих перемололи и уничтожили, грубо говоря. Надеюсь, я ответил на данный вопрос. Так, я почему-то хотел бы, не был бы на стороне Асланбека Шарипова. Потому что, по крайней мере, попытался бы что-то изменить. Иналук Арсунакаев, он Эмират. Ну, это было, конечно, не Эмират, хотя, в принципе, да. Хороший был человек и представитель нашего народа. Но я думаю, что это была утопия, или он не владел полной. Может, мне сегодня это проще обсуждать, нежели чем человек, который жил в тот период. И сейчас есть многие люди, которые думают, вот сегодня возьми то же самое. Период. Если сегодня поставить тебя перед задачей, какой бы ты, что бы ты хотел, там, период 90-х годов, период начала 90-х годов, середина 90-х годов или конец 90-х годов. Это, считай, что разные промежутки. Начало 90-х годов – это становление и реформы, которые происходят и в истории нашего народа. Приход Джохара Дудаева, Завгаев, там, смена власти, становление. Середина 90-х годов, начинается Первая Чеченская война, середина 90-х годов и 96-й год – это приход уже небольшое время, когда Чечня становится независимой. Вот. И конец 99-х годов, когда мы теряем независимость и становимся опять частью Российской Федерации. Все эти периоды, к ним можно относиться по-разному. Каждый человек их видит по-своему. Кто-то проклинает первую, вторую, доволен третий. Есть те, которые проклинают все три. Те люди, которые ко всем. Есть те, которые более романтичные и хорошим кажется первые две. Последнюю отрицают. Это каждый человек, кто потерял что-то, кто понимает что-то или нет, это по-разному будет относиться. Для меня сегодня очень трудный вопрос, это когда же была золотой век нашей истории, когда же он был, и был ли он вообще для нас. Вот этого я не могу никак понять. Не могу просто-напросто сказать, что вот в это время было все хорошо, и мы жили, как говорится. И поэтому среди всех этих белогвардейцев это та же самая царская Россия, то есть сохранение монархии, гражданская война, Асланбек Шарипов. Это, как говорится, настроение большевиков, Ибрагимов, Чуликов, Арсенакаева, белогвардейцев я вообще, как говорится, Иналук, Эмират. Я не знаю, правда, здесь и Топа Чермоев написано. Топа Чермоев непосредственно как Горскую республику, да, он был, возглавлял ее, но это был тот же самый царский офицер из бывших.
был ли он настолько желаем. Это был зажиточный, так сказать, человек, не знаю, честно сказать, сложно. По мне, он тут же представитель монархии. Пошла. Так, сейчас смотрим. Веймахка масбаухылла. Ай, юхели. Амади. Юхели, это очень сложно сказать. Но даже Юхен Чудя не меньше 140 с лишним было их, если я не ошибаюсь. Башлам, что скажешь, тейп Хачрой? Да, Хачрой древний тейп. Исконно чистоногчий тейп. О них могу сказать только позитивно, хорошие. Хорошие воины, достойные сыны нашего народа. Предательства в их тейпе я никогда не видел. То есть бывают там какие-то тейпы с негативным оттенком, конечно. Хотя я никогда не винил по одному человеку. Но вот про них не скажешь. По крайней мере, раньше так. Поэтому небольшой тейп Хачрой. Допустим, с теми же харачоевцами, если сравнивать. У них, если я не ошибаюсь, Хачрой — это Шатойский и Тумкалинский кластер в этой области Юцир. Вот. Что могу сказать? Количество, если я не ошибаюсь, последнее количество было где-то до 10 тысяч дармячусу, если не ошибаюсь, или 12 тысяч человек. От 10 до 12 тысяч человек проживают в основном западная, юго-западная, западная и Гроздинский район в этой области. То есть хачруай, которых в восточной части Чечни много было, я такого не слышал пока. Но проживают по всей территории Чечни. Дерез хужак дала масан хучо хон хитрик шварсу пашанда этого дерез масан нахил ЧП Еман. Потому что это очень сложный вопрос. ЧП Еман. Почему? Потому что для меня реально сложный этот вопрос. Потому что каждый из этих людей и представитель моего народа, но и каждый показывает и защищает какие-то интересы. Кто-либо из них был ли заинтересован именно в чеченском народе, только в чеченском народе? Да, это непосредственно Инаук Арсенакаев. Я его вижу представителем Горской республики. У него была идея фикс, утопия, но независимость, валюта, вот такая программа, поскольку я знаю моменты в истории о нем. Топа Чермоев, со всем уважением к этой личности, но это был все-таки проект царской России. И до конца он и уехал в эмиграцию и прожил, как многие белогвардейцы, то есть представители монархии, царской монархии. Что у него сильно были заинтересован, он был именно о своем народе, о своей родине, я не знаю, маловероятно. По крайней мере, да, он достойно прожил, там очень много о нем хороших моментов описывают, как о кавказце, как о чеченце, соблюдая традиции, как он помогал многим эмигрантам, кабардинцам и остальным, которые уехали. Я читал много об этом. Ну, много не скажу, по крайней мере, моменты читал историю об этом. Вот. Но был ли он стопроцентно в этом убежден о своем народе, о своей государственности, не считаю.
Хотя он и возглавлял это правительство, да? Такая двоякая ситуация. Остальных, ну, Асланбек Шарипов, не знаю, идейно. Я ничего плохого о нем не видел. Человек, который набирающий на тот период силу, власть большевиков, ничего не боялся, выступал полностью за то, чтобы вернули земли представителям нашего народа. То есть, это говорит многое о человеке. Золотой век еще впереди. Ох, если бы. Башлам, что скажешь про тейп Битро? Битро Нохчебу. Вы в жизни хоть кого-то встречали из этого? Очень много встречал Битро. Встречал достойные сыны нашего народа. Если я не ошибаюсь, они занимают Билтвай, Битвай, Белтвай. Это все относится к юго-восточной части нашей Родины. Вот. Достойные сыны Битро, если я не ошибаюсь, не маленький тейп. Количество их было до 15 тысяч, если я не ошибаюсь. Где-то 15, кажется, было тысяч. 10-15 барыш. Достойные представители очень много. Не пришли тейп. Что я могу еще сказать? О каждом тейпе невозможно рассказывать там героические прямо подвиги. Это как-то неправильно. Я понимаю, но я могу определить и сказать: Вайбу, вайбац, ценбу, ценбац. Вот это моя тема. А остальные, ну, вреда от Бейтруа я не слышу. Их немало, насколько я знаю, и в эмиграции. То есть среди мухаджиров. Их тоже достаточно. Вон игрался Амада, Царах. А знаком ли? Конечно, знаком. Бейтруа, Бельтуа. Очень много знаком. Почему не создадут сборную Чеченской Республики по футболу, которая будет выступать на чемпионате мира? Ну, во-первых, сборную Чеченской Республики невозможно. Мы не независимое государство, мы всего лишь субъект Российской Федерации. Это раз. Во-вторых, попасть на чемпионат мира, для этого нужно любить, играть и жить футболом, а не так, как мы многие делаем. Во-вторых, чтобы участвовать в чемпионате мира, мы, по крайней мере, должны победить. Там есть свои правила, насколько я не ошибаюсь. Должны победить сперва в региональном отборе, то есть быть здесь самыми лучшими. Потом должны в федеральном отборе, грубо говоря, да, то есть побеждать все российские футбольные команды, которые есть. И после уже выйти на Европу, и после уже выйти в мир. Но насколько я знаю, мы не можем представлять сборную Чеченской Республики до тех пор, пока мы являемся субъектом Российской Федерации. По крайней мере, или же эта футбольная команда будет сборная России, но ни в коем случае не сборная Чеченской Республики. Такого не будет. Чермой тейп наляться, а ми черхадел. Чермой тейп садена, ну чермо. Ярктастин, да, да. Чермой у нас тоже юго-восточные. Чермой, Карачуай, Чунгруай, Эльстанджуай. Они все Цабух Борштейп, не что ж. Карачуай, Чермай, Чунгруай, Эльстанджуай. В основе своей. Это все Цабух Борштейп, не что ж. Само собой, где они находятся, вы все знаете. Это ичкерийские тейпы, нахчмакоевские тейпы. Все без исключения. По ДНК все они в основе своей L3. Да,
Шей ламбу, шей баую, шей юртю, цен нохчибу. Но у них есть некоторые моменты там. Не из-за цен нохчихалов, нет. Там есть какие-то сказки о том, что якобы поспорили, и они выпросили у имама Шамиля там землю и гору. Есть такая небылица, сказка. Что, ну, там такая ситуация была, насколько я знаю, во время имама Шамиля они судились по шариату и выиграли, насколько я знаю. И по крайней мере, есть официальная версия, есть неофициальная. Неофициальная версия, конечно же, они якобы там несправедливо забрали, там, пожаловались в алейхум-шюз, но из-за все тейпы, которые я перечислил, имеют один корень, относятся к одной местности и являются исконно чистыми. Исконно чистыми есть, то есть это не пришлые, это... Ну, у Чермо есть одна слабость. Дело в том, что Чермой с 14, кажется, века или с 15 века стали Чермой. А до этого, кому они относились, к какому типу, это уже совсем другой вопрос. Хотя, я думаю, по генетике могли бы сразу подсказать. В 14 веке был человек, предок чермоевцев. Его звали Черм. И от него пошли все чермоевцы с 14 века, кажется. До этого к какому древнему типу они относились? Аллаху аля. Сегодня это будет питный вопрос хардуи, но будь или не будь, Эльсеншвай, Чермуай, Чунгруай, Харачвай — это все родные братья от одного отца. А кто был их отец? Это совсем другой вопрос. То есть Нохчихилей, но кто изначально, кто из них первый, это уже совсем другое. Дальше. Сейчас ингуши начнут перечислять чеченский тухум, мялхи, к своему народу. Будет ли наше правительство как-то защищать свой народ от другого народа? Ингуши не могут никогда и никак в жизни назвать мялха ингушами. Никогда. Мялхи тухум, он своеобразный и очень-очень древний. То есть мялхи могут многим людям дать форму. Это исконно нохчи тейп. И никогда пророк Адам, мир ему, отец всех нас. Да, никто не спорит. Но это такие вопросы ты сейчас задаешь, которые не по теме. Вот. Само собой, и мялхи никогда в жизни не говорили, что они ингуши. Никогда. Единственное, что их приближает к ним, это наречие, на котором говорят мялхи. Мялхистинский говор. Вот. Только это. И то, потому что по соседству, потому что поблизости, не больше и меньше. Мялхи никогда не входил в состав Ингушетии. Никогда. Мялхи — это чистокровные и дзурцуки, и кистинцы. Всегда были и остаются. Это как дважды два. Такими же являются, допустим, и Ченты, Ачилвай, Маслабас, которые проживают там. Или Шикрвай, или Сандхуай, Хуландуай. Эти тайпы, которые, я имею в виду дзурцукам, кистинцам. Тотальные кисты, которых называют. И мялхи одни из них. Мялхи ни наше правительство, никто другой не должен говорить или защищать мялхи. Они самодостаточны и не маленькие. И скажу так, по историческим данным,
Конечно, было и плохое, и хорошее, что касается Мелхи. Но это внутреннее дело Мелхи самих. Был один из них, который даже среди своих огнем и мечом всех наказывал. И своих, и чужих вообще Бундерс. Исторически. Ну а так, это были очень сильные войны, очень смелые войны. Ну, как говорится, никогда за ними, что это были отдельный народ. Такого нет. Тушины, что является из Ингушетии, так нет, неправда. Тушинцы, да, это нахчеязычные они считаются. Но что они тейп из Грузии, нет. По крайней мере, вот эта книга «Культура и взаимоотношения между Грузией и Чечней», написано Маргашвили. Она говорит иначе. Там многие тейпы из среди тушин, которые ушли, это тейпы из именно Чечни. Миншбубарач, анти Нохчеву, но исторически описываемые, которые есть область, которая описывается как Цурцукетия или Кистетия, это и есть. По генетике Чормой с Харачо имеют общего предка 800 лет. Вот, 800 лет. Я думаю даже, что если это достоверно, конечно, это не так много, 800 лет, но все-таки я бы ближе дал бы, что у них общий предок ближе. Так. Хамди Моги все на подмоге. Ибрahim, есть вопросы? Задавайте вопросы, пока есть время, мы будем на них отвечать. Зуки, кистинцы, Мошба, Малахва. Ну, есть вещи, которые они очень сильно на принципы, принципиальность. Дальше. Есть вопросы? Нет вопросов? Ну, тогда этот эфир до конца, точнее, пока время не закончится, мы доведем и остановимся. Дальше продолжать сегодня я уже не буду, уже все-таки 3-й час. Я думаю, что многие уже заснули даже. Вот. Следующий эфир мы постараемся сделать в субботу или в воскресенье. Вот как раз утренний азан. Как раз таки вопросов нет. Ладно, тогда Масерга заодно дадим людям сделать намаз, кто живет здесь. Так, сегодня нас поддержали в конце каждого эфира. Я, как всегда, хочу поблагодарить братьев, сегодня только братья, задонатили. 4 человека, которые отправили донейшн, это поддержали наш канал, за что им огромное баркалла. ДРС Хил, Далса, Дуэл, Удисник, Изашка, Суду, Летил, да, Дукадах, Дуэл. Я постараюсь, по крайней мере, очень сильно постараюсь сделать. В пятницу мы стараемся сделать в Телеграме, сделаем прямой эфир. В субботу и воскресенье мы сделаем в Инстаграм и в Ютубе. Возможно, в субботу сделаем в Инстаграм, а в воскресенье я сделаю в Ютубе. Хотя и Инстаграм, и Ютуб обычно объединяем. По мере возможности. По нашему, как говорится,
Так что следующие эфиры мы будем конкретно по каким-то тематикам проводить. То есть, возможно, мы поговорим про южные границы нашей Родины. Это то, что связано с Грузией, соседствующей Грузией. Возможно, о нем, а может быть и что-либо другое. Я надеялся на многие вопросы. Там были многие вопросы по культурному, о культуре, о традициях и последних, как говорится, новостях, которые есть у нас. Но я их не услышал. Значит, у людей, возможно, нету таковых проблем. То, что закидывать в ЧП, не ЧП и все остальное. Ну, по многим вопросам я ответил. Я хочу попросить вас, смотрите, к следующему нашему эфиру, знаете, что нужно? Попробуйте сделать. Любые ваши вопросы, которые у вас есть, сохраните их на странице в Инстаграм, в этом, в WhatsApp. То есть напишите ряд вопросов, 1, 2, 3, 5, 10, да? Заранее имеется в виду, когда у вас есть свободное время. И сохраните у себя, то есть или отправьте сами себе, или сохраните у себя. К следующему эфиру вы можете просто зайти, каждый раз, когда вам придет на ум какой-то вопрос, скопировать их, то есть копировать, вставить в текст, который отправляете, и оттуда убрать каждый по одному вопросу. Вам не нужно будет в прямом эфире их набирать, вам не нужно будет тратить время. Просто копировали, вставили и отправили в эфир. Вот так 5, 10, сколько хотите вопросов. И еще, не нужно стесняться, не нужно. Ведите себя хотите на родном языке. Заходите в эфир, отправляйте запрос где-нибудь, где вы там у себя дома или где выйти на улицу. И отправляйте запросы, задавайте в прямом эфире вопросы. Так будет проще, так будет интереснее. На этом мы закончим сегодняшний эфир. Всем, кто слушал нас до конца, огромная благодарность. YouTube чурвежри шижри шуда лупдахтуал шуна ДРС хейл. Шейхат Ташкяч де Вайжуак Лурдушин. Если есть какие-то видео, касаемые нашей истории, географии, культуры, отправляйте или в Инстаграм в Директ, или же в Фейсбук, или в Ютуб. Я обязательно прочитаю, отвечу, если знаю. Если не отвечу, в Директе, по крайней мере, в Инстаграме я никогда не оставляю неотвеченным, имеется в виду, читаю все. А так мы есть на всех платформах. У нас есть чат-бот в Телеграме. Мы есть ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке, мы есть в Телеграме. В Рутубе, Ютубе, в Твиттере. Везде, где мы есть, вы знаете, вы можете задать вопросы, вы можете получить и ответы. И, конечно же, это все очень важно и нужно для наших детей и для нашей истории. Деньги, власть, это, конечно, хорошо. Но сколько бы ни было денег, сколько бы ни было замков, каким бы вы богатым ни были, еще раз повторюсь, останется то, что вы оставили в истории. Важно. Порой гуманитарии намного бывает полезнее и важнее. Сегодня наши меценаты этого не понимают. И они многое потеряют. Они останутся обычной вехой богатых людей, которые ничего не сделали ни для нашей истории, ни для чего-то. Я имею в виду непосредственно для поддержки каких-то проектов и так далее. Выставляя какие-то проекты. Понемногу, оказывая внимание, оказывая поддержку среднему классу, можно добиться очень много и полезно. Когда низы забыты, оставлены, они всегда негативно относятся к тем, кто... За остальное мы обязательно ответим и поговорим об этом на следующий.
А так можно и говорить и о культурной нравственности. Сегодня никто, как ни странно, не задал вопросы про никабы, которые хотят запретить, не хотят, плюсы, минусы в этом. Что, конечно же, очень странно. Это имеет отношение к истории. В Гугле про нас инфо есть. В Гугле про нас инфо есть, пишет Ибраим тоже. ДРС, Ибраим, тогда. Мы везде максимально пытаемся показать себя, проявить себя. Так что подключайтесь. Интересные вопросы можно обсуждать везде. Касаемые нас или нет. Единственное, что будьте всегда умнее. Просчитывайте на 10 шагов вперед. Подписывайтесь на нас. Приглашайте больше подписчиков. Русскоязычному подписчикам моего канала, остальным народам Северного Кавказа. Приходите, задавайте вопросы, общайтесь, если вы что-то хотите узнать о конкретно нашей истории, о наших взаимоотношениях. Никого, конечно, сильно не затягиваем, но мы говорим правду, все по мере возможности, по документам. И лучше вести диалоги, дискуссию с людьми, которые хотя бы чуть-чуть знают в этой теме, а не искать людей, которые, не владея информацией, пытаются каким-то образом выкрутиться с данной ситуации. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи. Доброго утра или доброй ночи. С вами был ваш брат Башлам. Я, завершая свой разговор, я хочу попросить у всех прощения ради Всевышнего Аллаха. Я прошу у вас всех прощения. Никого не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Я лишь высказывал свое мнение и говорил непосредственно по документам, которые есть. Ваши пожелания будут учтены. Пожелания и все остальное пишите в директ. Обязательно ответим. Адекюэн маш айл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.